А, Спасибо большое, что пришли. Я очень рада, что пришло так много людей. И для начала хочу еще поблагодарить Айгуль за то, что она создала такое место, где люди могут собираться, консолидироваться, делиться мнениями и просто взаимодействовать. Мне кажется, это очень ценно, тем более для нашего города, где не так много таких мест. И сегодня я буду говорить про память о войне и про то, как память о войне формировала советскую национальную идентичность, возможно, и нашу сегодняшнюю идентичность тоже. И сегодня некоторые историки... Для начала, да, я начну с двух моментов. Первый — это будет спойлер. Я не знаю, как погиб Шаймуратов, и не смогу никак дополнить сегодня историю его гибели и вообще его историю, к сожалению. И второй момент. Я предлагаю сегодня подходить к понятию памяти как не к памяти, которая может быть просто естественным продолжением какого-то события, где люди переживают что-то и далее каким-то таким чудесным образом помнят все моменты и готовы рассказать какой-то очень встроенный нарратив о произошедшем. Я сегодня буду говорить про память, вот именно как о коллективной памяти. И здесь я говорю не про коллективное сознание, а про то, как люди коллективными усилиями вместе с помощью воспоминаний, художественных текстов, песен, фильмов и вообще чего угодно, разных носителей, вместе строят, формируют память о прошлом. И сегодня историки задаются таким вопросом: каким образом память о героях, советских героях, которые были созданы в том числе усилиями советского государства и пропагандистской машины, может быть, например, во время войны, все еще продолжает существовать вот в современной России. Вроде бы государство, которое, грубо говоря, порождало этих героев, делала их героями и ставила им памятники. Этого государства уже нет, но вот другое государство и наше общество продолжает относиться к этим личностям историческим так же, как в советское время. И есть такой историк, его зовут Адриан Харрис, и она изучает случай Зои Космодемьянской. И она считает, что еще в советское время сами советские герои, память о них, она складывалась не только на ценностях социалистического государства. В данном случае она утверждает, что образ Зои Космодемьянской во многом опирался именно на ценности православия. И уже в 40-х годах, когда вот начались печатать истории Зои, фотографии ее, она представлялась как некая такая советская мученица, жертва фашистов. И в этом она перекликалась вот с православными ценностями, и благодаря этому и сегодня ее образ и этот герой остается актуальным. И сегодня, например, если мы откроем сайт храма, то можно найти вот такую запись, в которой утверждается, что сам героизм Зои Космодемьянской именно исходит из ее православности ее предков. И поэтому в сегодняшних пейзажах российских городов памятник советскому герою может вполне себе гармонично сочетаться, например, с православным храмом. Это вот в городе Тамбов. Но в нашем случае, в нашей республике также есть герои, которые стали знаменитыми, легендарными еще в советское время, и которые продолжают оставаться такими же и сейчас. И я вам предлагаю посмотреть буквально пару минут сначала документального фильма. Этот фильм был снят в 2018 году телеканалом «Звезда». Это цикл передач, которые посвящены разным вообще военным героям России. И вот здесь была передача, посвященная именно Шаймуратову, генералу Шаймуратову. И здесь я начну с того, где рассказывает уже про гибель героя. Лошадь у него была со звездочкой, белая звездочка, по-моему. Солдат вспоминает, что лошадь была убита Шаймуратовым. А потом местные жители, когда показали фотографии, они конкретно указали, немцы разъезжали на лошади и говорили: вот генеральская лошадь. Попала к фашистам лишь генеральская лошадь, или ее наездник
доподлинно неизвестно. Жители Петровского утверждали, что в один из домов немцы притащили пленного, тяжело раненого красного командира. Его пытали, отрубили руку, штыками выкололи глаза, на спине и груди вырезали звезды, на плечах погоны, затем вонзили в грудь несколько сабельных клинков. Был ли это генерал или кто-то из его штаба, теперь не узнать. Однако горячие поклонники Шеймуратова уверены, он не мог умереть в плену. Это недостойно героя. Это человек высшей пробы. Он не умирал, а погибал. Есть разница. Он героически погиб. В сражении, в бою. Не в где-нибудь жалостном виде, а он в бою погиб. Это есть герой. У кого-то такие рассуждения могут вызвать недоумение. Какая разница, где погиб генерал? Он встретил смерть, защищая родину. Это самое главное. Но в национальной традиции башкир обстоятельства гибели воина имеют огромное значение. А потому остается только склонить голову перед доблестью генерала Шеймуратова и преданностью тех, для кого он был и остается примером. Он народный герой для башкирского народа. То есть я вот, наверное, не преувеличу, если скажу, что как Салават Юлаев. Конечно, вот когда такие личности появляются, как Минигали Шеймуратов, это свидетельствует о том, что и башкирский народ способен давать выдающихся людей, которые прославляют не только Башкортостан, но и страну. На каждом привале, обходя расположение своей дивизии и видя, как бойцы осматривают копыта лошадей, комдив неизменно повторял: подковы должны выдержать до Берлина. Это были пророческие слова. Шеймуратовская дивизия поила коней не только на Одере, но и на Эльбе. За годы Великой Отечественной войны она прошла больше 4000 километров. 15 раз была отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего как отличившаяся в боях. Мечта Шеймуратова исполнилась, правда, он этого не узнал. Как не узнал и того, что его боевой клич «Потомки Салавата вперед» был заменен на «Шеймуратовцы вперед». С этим кличем дивизия дошла до Берлина. И всю войну их сопровождала песня о легендарном генерале Минигали Шеймуратове. Здесь мы видим выступление как президент, главы республики. То есть мы видим, что представители власти также заинтересованы в том, чтобы поддерживать память об этом герое. И с другой стороны, мы видим общественников, участников реконструкции исторической, которые также делают свой вклад, чтобы поддерживать память об этом герое. И сейчас мы еще посмотрим буквально 2 минуты из выступления нашего нового главы. Это уже будет Хабиров. Типом, что башкир — это верник Шахзаде Бабичу, который писал: «Башкир халкы тариха горят на фаш Булган». Действительно, мы, башкиры, имеем богатую древнюю историю, которая говорит о том, что мы всегда были народом сильным, непобедимым. О нашей прекрасной земле, обычаях башкир писали известные путешественники и ученые того времени еще задолго до образования многих великих государств. Как известно, наш народ веками был служивым, преданным отчизне. Башкиры всегда плечом к плечу с другими народами вставали на защиту Отечества. К сожалению, не все страницы истории глубоко нами изучены.
Я уверен, что во многих сражениях, например, в Первую мировую войну, среди башкир было немало воинов, совершивших подвиги, и нам только предстоит узнать имена многих наших героев. Недавно с делегацией мы выезжали в Луганскую Народную Республику, чтобы почтить память наших земляков. Посетили места последних сражений командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии генерала Минигали Шаймуратова, героически погибшего во время боев на Донбассе. Я был на площади в школе города Петровская, которая носит имя национального героя Башкирии. Люди чтят, бережно хранят память о наших героических земляках. На прошлой неделе я подписал указ о праздновании 120-летия со дня рождения легендарного комдива Минигали Мингазовича Шаймуратова, и мы должны достойно отметить эту дату. Было бы правильно вернуть на родину прах нашего героя, но он захоронен в братской могиле. 25 марта 1942 года Президиум Верховного Совета и Совет народных комиссаров по СССР устроили торжественные проводы дивизии на войну. Они состоялись на Советской площади Уфы. Командир дивизии Шаймуратов доложил руководству республики о готовности дивизии к отправке на фронт. Я считаю, что на этой площади, заставленной сегодня автомобилями, должен быть поставлен памятник генералу Шаймуратову. В общем, пока на этом все. И мы тут видим, что Шаймуратов как раз сегодня является тем вариантом, башкирским вариантом героя Великой Отечественной войны, в котором Адриан Харрис ведет Зою Космодемьянскую. И судя по тому, какие акции и какие мероприятия в этом году будут проведены для того, чтобы увековечить его имя, я имею в виду памятник, можно предположить, что он стал таким важным героем, как мы уже здесь слышали, он важен в первую очередь именно для башкироязычного населения, потому что, как сказал Хамитов, он показывает, что башкиры тоже способны хорошо воевать и служить Отечеству. То есть, таким образом, он собой олицетворяет некую ценность, некую основу башкирской идентичности современной. Можно предположить, что он только сейчас стал таким, после того, как республика в 90-е годы получила суверенитет и начала выстраивать пантеон собственных национальных героев. Но это было немножко все-таки иначе. И здесь Хабиров проговорил три важных момента, три идеи про памятник, про то, что можно было бы вернуть останки в Уфу, и третье про то, что Шаймуратов — это национальный герой. И к этому я вернусь, вот, когда буду говорить про Советский Союз. И сейчас расскажу вкратце ту историю, как я пришла к этой теме. Дело в том, что я собиралась просто писать диссертацию про то, как создавались в Советском Союзе в целом военные выставки, которые были посвящены вкладу республики. И пришла в архив музея, чтобы поработать с разными материалами и понять, как разные группы населения, как вот администрация, например, республики, как сотрудники самого музея, ветераны и просто горожане, которые приносили разные дары в музей, как они вместе сотрудничали во время процесса формирования выставок. И дело в том, что я там заметила один момент, когда один ветеран башкирской дивизии принес какие-то материалы, которые нашел в архиве, и предложил музею их купить. Там был некий такой процесс, но не торговались, потому что ветеран предлагал слишком большую цену за свои материалы, но в итоге все-таки музей купил за меньшую цену. А второй момент, я заметила, что в музее в 60-е годы работал клуб ветеранов башкирской дивизии. Мне это стало интересно, и я подумала, что вот как раз с помощью них можно будет понять, как ветераны сотрудничали с музеем и создавали вместе выставку. Но, к сожалению, никаких материалов про это не было, и мне посоветовали взять интервью у бывшей сотрудницы музея. Я вот поехала к ней домой, она уже на пенсии, и она работала как раз в советское время в этом музее. Я у нее спросила, вот у вас был клуб ветеранов башкирской дивизии, и как, помогал ли он вам делать выставки? На что она сказала, что они нам только мешали, потому что одновременно в музее, я прям вот говорю буквально, что она говорила, одновременно в музее не могло находиться больше 3 кавалеристов бывших, потому что так или иначе речь заходила про гибель Шаймуратова, и в итоге все это превращалось в большой конфликт. В общем, они просто приходили и ссорились в музее, но никак не способствовали формированию какой-то вот
какого-то единого стройного нарратива про кавалеристов. Мне стало это очень интересно, я начала глубже копать эту историю, начала собирать источники нашего архива. То есть это подтверждает то, что и тогда память о Шаймуратове, о дивизии еще в 60-е годы, она все еще была актуальной, болезненной, горячей. И нужно было понять, с чем это было связано, почему кавалеристы могли так к этому трепетно относиться и в чем было дело. Ну, тут просто вкратце его военная биография. Он начал служить в Красной армии с 19 года, участвовал в некоторых кампаниях, был за границей и стал командиром дивизии с ноября 1941 года. А сама дивизия была сформирована в ноябре 1941 года. У нас есть легенда такая общепринятая, что она была сформирована по просьбе башкирского народа, но тогда же одновременно с этой дивизией было сформировано много других дивизий, ведь уже в среднеазиатских, то есть в других среднеазиатских республиках. В момент формирования дивизии там было 80% башкир, и дивизия обеспечивалась с помощью местных ресурсов. У них была своя газета на башкирском языке, в дивизию приезжали делегации из республики, писали сюда письма, привозились подарки. Сами такие национальные части мало изучаются историками, как я поняла, но есть такое предположение, что национальные дивизии были сформированы для того, чтобы помочь интегрировать нерусских воинов вообще в систему Красной армии, потому что всем известны разные мифы, легенды начала войны, когда там обвиняли разные, до сих пор обвиняют разные среднеазиатские народы в том, что они были дезертирами, плохо воевали, уходили и так далее. Но вот есть, например, американский историк Брэндон Шефтер, он утверждает, что плохой уровень, так скажем, то, что представители этих народов могли плохо воевать в разных частях, говорит о том, что они были просто плохо интегрированы в первую очередь в советскую армию, потому что они плохо знали русский язык, а с другой стороны, это говорит о том, что они в целом плохо были интегрированы в само советское общество. То есть человек, одно дело, когда, например, из деревни центрально-российской человек попадал в Красную армию и говорил на знакомом ему языке, общался с людьми с такими же именами, как и у него, и в целом он находился в более или менее знакомой ситуации. Но когда человек, например, попадал в армию из Узбекской ССР, то он в первый раз вообще оказывался в вот этих вот центрально-российских областях, за которые они тогда, например, воевали в первые годы войны. Русский язык он не знал, и в целом вся эта способы взаимодействия между русскоязычными людьми для него были чуждыми. И с одной стороны, тогда вот специально политическими органами предпринимаются конкретные действия для того, чтобы это преодолеть, и начинают привозить в такие вот общие красноармейские части газеты на вот разных нерусских языках, туда приезжают делегации, и таким образом восстанавливается связь между этими людьми и их малыми родинами, так скажем. И тогда же пишутся различные наказы от разных нерусских народов на имя их представителей, их сынов на фронте. И здесь идет опора на фольклор. Для того, чтобы человек, находясь в Красной армии, мог биться насмерть и при этом знать, может быть, не так хорошо русский язык, ему предлагались некие такие фольклорные рамки восприятия войны. И в этих вот наказах, которые писались буквально от всех народов относительно этих солдат, создавалась такая некая связь между вот нерусскими красноармейцами и мифологическими, эпическими героями этих народов. И такой же наказ был написан от имени башкирского народа, представителям, то есть башкирским солдатам на фронте тоже. И здесь тоже шли отсылки к разным древним башкирским мифам. И так получалось, что вот современный красноармеец башкир, он должен был воевать хорошо, для того, чтобы не запятнать честь своих предков. То есть таким образом он становился представителем всей нации на фронте. Вот. И вот на фоне такой опоры на фольклор
когда создавался вот образ именно Батыра, так скажем, красноармейца Батыра, не русского солдата, начали создаваться и тексты и про Башкар-дивизию. И первыми текстами, которые были посвящены дивизиям, допустим, были тексты Симонова, Эренбурга и братьев Тур. Они все вышли в Красной Звезде в 1942 году. И именно в 1942 году дивизия выезжает на фронт в апреле, и в июле уже туда приезжает Симонов. Вот выходят 3 разных очерка. И они тут же были переопубликованы в Красной Башкирии, и в русском, и в башкирском вариантах. Они были, видимо, довольно популярными, потому что оставались известными после войны тоже. И здесь эти писатели также, вот, их тексты также перекликались с теми наказами, которые писались от имени разных народов в адрес их сыновей. И здесь происходила некая такая экзотизация башкир, и в некоторых частях их очерки напоминают больше такие вот зарисовки, которые оставляли этнографы, когда приезжали, там, не знаю, вот разные, может быть, знакомиться и описывать быт разных народов. Например, Эренбург пишет: «Башкиры умеют ненавидеть, есть старое башкирское проклятие подлому врагу. Пусть дух твой, даджал, выйдет с мрадом и мочится на твоей могиле свиньи. Да ползают на твоей могиле жабы и жрут в землю порождение тьмы». То есть здесь идет такая отсылка вот, с одной стороны, к исламской, может быть, культуре, потому что мы видим там слова даджал, к свиньям, как грязным животным и так далее. У братьев Тур описывается обряд похорон, такой довольно языческий, и уже он не говорит про башкир как мусульман, а вот говорит про башкир как про старинный степной народ. И пишет. Здесь он описывает, как башкирские разведчики мстили врагу за то, что вот фашисты, в общем, убили их соратника. И они делают рейд в тыл врага и привозят оттуда тела своих погибших конников. И братья Тур пишут: «Их похоронили на опушке леса под русскими березами, завернув бурки и положив под голову уздечки. Так хоронят в степи всадников. Тела их положили в могилах головой на восток, к родным степям. 6 коней по числу погибших разведчиков мстители закололи над их могилами, положив их, как дары, на свежие насыпи. Так хоронят в степи всадников. Преклоним же колени и постоим в раздумье перед священной красотой этой воинской тризны, в которой отразилось благородное сердце старинного степного народа». Кроме этого, башкиры, они одновременно помещаются в большую такую семью советских народов, где уже с конца 30-х годов существовала некая иерархия, потому что русский народ считался таким главным народом, старшим братом, а все остальные нерусские народы, они были вот младшими братьями. И здесь Эренбург продолжает: «Много в России разных имен и разных цветов, а Россия одна, и за нее рядом с русскими сражаются бесстрашные башкиры». И эти тексты, как я уже сказала, писали в 1942 году, вот летом и осенью 1942 года, и в январе 1943 года в дивизию прибывают Кадыр Даян и Керей Мерген. Керей Мерген тогда был, таким молодым писателем, Кадыр Даян был довольно известным поэтом. И Керей Мерген начинает писать очерки про башкирских кавалеристов. Специально создается для его очерков рубрика в Красной Башкирии и вот в башкирском и в русском вариантах. Называется эта рубрика «Письма из башкирской дивизии». И там вот выходит серия очерков, где описываются подвиги башкирских кавалеристов. Здесь они также остаются такими эпическими батырами. Например, есть такая очень знаменитая история, которую я даже недавно обнаружила в интернете, что внучка теперь этого кавалериста в школе вот для конкурса переписала буквально, изменив там эту историю и утверждает, что это было на самом деле. Это история о том, как один башкирский кавалерист убил с помощью курая немца. И тем самым он побеждает свой курай, из-за этого очень сильно страдает. Он был из Баймака, и вот в Баймаке об этом узнают и присылают ему новый курай. Или, например, другой кавалерист сбивает фашистский самолет только для того, чтобы сделать из какой-то детали этого самолета себе там новый курай. Здесь башкиры там пьют кумыс,
пьют, едят липовый мед и устраивают сабантуи. То есть он, опять же, опирается на все эти вот знаки такие национальной культуры. Кроме этого, у него сохранился фронтовой дневник, и он записывает там разные зарисовки к будущим очеркам, вот как раз вот к этим очеркам. И там можно проследить буквально вот как человек, который до войны писал такие вот соцреалистические рассказы про строительство советского общества, переходит абсолютно к другой теме, к теме такой национальной. И в одном из своих очерков он даже описывает этот процесс перехода с помощью своего героя. Он пишет про своего героя. Здесь, на фронте, он стал еще сильнее любить свою родную землю. К своему народу у него появилось абсолютно другое и новое чувство любви. Он гордился и мог даже похвастаться своими предками, воинственными башкирами. Даже само слово «башкир» стало ему каким-то близким. Он любил его произношение, звучание и даже то, что в его середине стоит красивая буква «Ш». И от чистого сердца желал, чтобы и дальше жил народ и республика, которые носили это имя. Другим человеком, который был также отправлен на фронт, в дивизию, он прямо прибыл вместе с Мерденом, был Кадыр Даян. Он написал как раз на фронте, видимо, после возвращения с фронта, свою знаменитую песню про Шаймуратова. И у него также кавалеристы предстают как некие такие эпические батыры, которые в огне не горят и в воде не тонут. Здесь я перевожу просто вот первые 4 строки его песни, и я так понимаю, что здесь также он опирается на какие-то фольклорные старые мотивы, и вот мы слышали, как директор современного музея Башков дивизии говорил, что Шаймуратов — это то же самое, что и Салават для нас. И я думаю, что здесь тоже, эти отсылки уже были тогда. И песня про Шаймуратова, она также писалась, перекликаясь, какие-то вот отсылки делая на песню о Салавате Юлаеве. Возможно, сам поэт не намеренно так делал, но в целом вот все эти вот фольклорные рамки предполагали, что нужно писать про современных, хоть и советских, красноармейских офицеров башкирских, так же, как они писали, так же, как писались песни про старых башкирских героев, батыров. И все мы помним строки про Урал, скорее всего, в песне про Шаймуратова. И я так понимаю, что в этой песне строилась некая такая семья, и уже не семья вот большая советская разных, не русских народов, а в первую очередь семья, которая ограничивалась национальными рамками. И здесь Урал предстает и как родина, место, где живут башкиры, и как праотец. И про этот период, про советскую литературу этого периода, литературовед Катерина Кларк пишет, что в целом тогда был такой очень популярный прием писать, представлять советское общество как большую советскую семью, где роль отца всегда отдавалась Сталину, а вот челюскинцы, какие-то знаменитые там летчики, Чкалов и вообще просто стахановцы, советские герои, они могли представляться как его дети, там, сыновья или дочери. И как я предполагаю, что эта песня, она разрушала, во-первых, эту советскую большую семью, где отцом должен был быть не Урал, а Сталин. И с другой стороны, она разрушала иерархию советской семьи народов, где старшим братом должен быть русский народ, потому что в целом игнорировала вообще существование рядом других народов, потому что сам нарратив о войне, он строился именно в рамках башкирской истории. Вот. И, кстати, как раз за это после военное время очень сильно критиковали Даяна за национальную обособленность. И вот в одной из рецензий на его песню в 1947 году другой писатель пишет: автор полагает, что генерал Шаймуратов стал батырем, потому что он родился в долине Акидели и пил ее воды. Абсурдность такого толкования очевидна. Они являются не только потомками Салавата, но и воспитанниками советского государства и коммунистической партии. Ведь простая истина. Советские люди проявляли невиданное мужество и героизм, потому что они дрались за свое кровное советское государство. Такая критика, она была
она очень долго длилась. Она началась буквально в 1944 году, уже начали критиковать Даяна, и критиковали до начала 50-х годов. Но, тем не менее, самое удивительное, что эта песня продолжала публиковаться и исполняться все равно в республике, несмотря вот на такой шквал критики. И кроме этого, вот опорный фольклор, он оставался таким популярным приемом и после войны. И вот даже в 60-е годы до сих пор, когда уже печатать свои воспоминания начали ветераны, как в дивизии, и они же начали печатать сначала статьи маленькие. Например, вот таким писателем был Ахтям Ихсан. Он был ветераном дивизии, работал в редакции газеты дивизии и написал вот документальную повесть, как он назвал, определил жанр этой книги, в 65 году. И был популярным сюжет проводов, вот про который говорил Хабиров. Для Хабирова во время этих проводов на Советской площади башкирские кавалеристы как раз получили знамя от представителей советской власти в республике. Для текстов ветеранов 60-х годов, наоборот, ну не наоборот, но характерен такой немного другая интерпретация этой истории. И здесь тем, кто провожал башкирских кавалеристов на фронт, является, как вот пишет здесь Ахтям Ихсан, вот первая половина взята из его статьи, а другая половина взята из статьи Сабира Кадырова, тоже ветерана дивизии. Здесь на фронт кавалеристов провожает дед, который вот каким-то стихийным образом вырывается, так скажем, в распорядок вот этих проводов, берет слово, он с такой длинной седой бородой, в белой длинной шубе, и он говорит следующее: наши деды на огненных копытах, преследуя врага на берегах рек Германии, пили кумыс, играли на курае. Башкир не преклонит голову перед врагом, не отдаст страну чужакам. Дорогой Балапан, передаю тебе наследие народа. Бей врагов, как деды наши, как Салават Батыр. Полковник Шаймуратов встал на колени, взяв в руки этот священный дар, несколько раз поцеловал его. «Будет, по-вашему, Аксакал, не подведем», — ответил он стариком, и после чего конники дали клятву народу. И здесь они описывают то, как этот седобородый старик передает Шаймуратову древнюю саблю. И, как я полагаю, здесь идет опять же отсылки к разным легендам про саблю Салавата Юлаева. Теперь вторая часть. И все-таки кто же поддерживал, кто же продвигал, инициировал увековечивание памяти о генерале в советское время, послевоенное время. И то есть вот в первой части я говорю, что фольклор является основой памяти о дивизии. И здесь теперь я перехожу к участникам этого процесса, к тому процессу увековечивания дивизии. И я так полагаю, что главными основными участниками всего этого действия были все-таки ветераны. Во-первых, они уже в 1949 году собирают свидетельства того, кто как помнил, как погибает Шаймуратов, и передают эти письма в правительство республики. Кроме этого, в 1948 году отправляется школьная экспедиция в Украину для того, чтобы собрать какие-то истории, которые помнили местные люди, про то, как совершался рейд башкирской дивизии. И эту экспедицию пишут, что как будто бы ее устроила школа, это вот современная дивизия имени Гарипова, но на самом деле, как я полагаю, ее устроили все-таки ветераны, потому что в это время сам маршрут разрабатывался писателем Ахтямом Ихсаном, который был ветераном дивизии. Он получил поручение сделать эту экспедицию от Кадырова, который являлся начальником управления по делам искусств, то есть он тоже был ветераном дивизии. Он, как я полагаю, не мог это сделать без министра просвещения, которому подчинялось управление, а тогда министром просвещения являлся Сагит Алибаев, который тоже был ветераном дивизии. По сути, эта вот сеть ветеранов, они и устроили эту экспедицию в Украину. В 1949 году они также туда поедут и найдут предполагаемые останки генерала Шаймуратова и перезахоронят его. А через 10 лет практически тем же составом эта группа собирается и создает инициативную группу. И сохранились протоколы их заседаний некоторых, в которых они пытаются понять, как нужно говорить про дивизию.
уже в это время начали выходить разные статьи других ветеранов, и их явно это раздражает. И они считали, что нужно вот разработать некую такую болванку, которую можно было бы использовать, когда разные там ветераны, которые, например, живут в районах, захотели бы выступить со своими воспоминаниями. И они пишут: для выступления с воспоминаниями о боевом пути Башкав-дивизии нужно разработать краткий тезис выступления и обеспечить таковыми всех товарищей, намеченных выступлением. Если отдельные ветераны Башкав-дивизии желают выступить и рассказать лично о своих боевых подвигах, то тоже должны составить письменный тезис, и текст таковой согласовать с Советом ветеранов в городе Уфе. То есть создается такой некий центр всех ветеранов дивизии, которые берут на себя инициативу, право, и с другой стороны право формировать какие-то рамки, опять же, для памяти о дивизии. И в целом такое некое единство этой сети проявляется, когда в 1965 году генерал Белов, который был командиром дивизии после Шаймуратова, пишет свои мемуары «Путь мужества и славы». И эту рукопись получают ветераны для рецензии. Рецензии и сама рукопись, она хранится в нашем архиве местном. И там есть несколько очень таких критических рецензий. Я привожу некоторые отрывки из них. Ветераны были очень раздражены тем, что Белов написал книгу в жанре просто обычных военных мемуаров. Они утверждали, что книга про башкирских кавалеристов должна быть написана вообще вот иным способом. И здесь один из них говорит: полнокровная, подлинно башкирская она была в шаймуратовский период. Если дивизия в период с 1942 года и начала 1943 года в своем составе имела 95% башкир-татар, уроженцев из Башкирии, то после рейда, получив пополнение за счет освобожденных территорий, соответственно, процент башкир-татар значительно сократился. Тем самым значение как национальной, то есть башкирской дивизии, она потеряла. Поэтому этот период должен был быть более насыщенным боевыми эпизодами, тогда как эти разделы очень бледны. Другой человек пишет: башкирская дивизия была организована башкирским народом. Она – детище Башкортостана. Она, эта дивизия, повторила боевые традиции башкирского народа. В рукописи товарища Белова нет именно вот этого. Нет особенностей дивизии. Если изменить номер 16 и оставить номер соседней дивизии 14, от этого рукопись совершенно не будет страдать. А таких дивизий, как 14-я, было много, а башкирская была одна. Другие пишут: мы дивизию считаем башкирской, в то же время избегаем показывать башкир. Автор старался поменьше показать башкир, их подвиги приписали воинам другой национальности. И уже во время собрания, которое ветераны устроили уже после этого, один из них заключает, что нужно вообще написать абсолютно новую книгу про дивизию, и он говорит: она, новая книга, должна отражать особенный характер башкирского солдата и коренным образом отличаться от других выпускаемых военных исторических документов. Таким образом, судя по тому, как откликались эти ветераны на рукопись Белова, можно утверждать, что Шаймуратов, и в целом образ Шаймуратова был очень важным, потому что он олицетворял собой башкирскость этой дивизии. С другой стороны, опора на фольклорные мотивы военного времени и выстраивание героического национального нарратива должно было, возможно, помочь перекодировать или просто переосмыслить, пережить трагедию рейда, про которую также очень активно тогда писали ветераны. И с помощью того, что вся история этой дивизии интерпретировалась как история именно башкирской дивизии, тем самым продлевалась и вот история этой дивизии, первоначально шаймуратовская, она продлевалась до победы, хотя Шаймуратов уже погиб в начале 1943 года. И таким образом и само имя Шаймуратова, и имена башкирских кавалеристов, которые затем просто оказались вообще, в принципе, в других частях, они тоже вписывались в историю вот для начала башкирского народа, а дальше история этого башкирского народа вписывалась в большой советский нарратив о победе. И вот третья заключительная часть моего выступления. И в то же время, несмотря на то, что для ветеранов было очень важно делать Шаймуратова и делать дивизию башкирской, и продолжать опираться на фольклор, вот, на ту традицию, которая выработалась во время войны, они одновременно боролись за атрибуты именно советского героя. И
опять же, одновременно с этим происходил процесс этнизации советских практик, которые, в принципе, не были никак связаны с какими-то национальными практиками. Я так вижу, что для советского героя что должно было быть свойственно, что нужно было иметь, чтобы стать советским героем. Например, вот Зои Космодемьянской. Нужна была история гибели, подвиг. Для этого нужны были воспоминания сослуживцев. У Шаймуратова, как понимаем, это уже было, потому что были мемуары. Другое, нужно было, чтобы государство признавало подвиг этого героя, и подвиг признавался через награду, вот, например, Героя Советского Союза. И для этого ветераны, не только сейчас вот общественники пишут там письма Путину и просят дать теперь уже Шаймуратову имя Героя России, но вот ветераны уже в 49-м году, потом в 59-м году также просили, чтобы ему дали золотую звезду, звезду Героя Советского Союза. Но эту звезду они не получили, и тогда же они придумали для него титул «Национальный герой». И вот в самих текстах, например, Ахсяна Ихсана, его много раз называют именно же национальным героем. Они же тогда просили, чтобы останки Шаймуратова были привезены из Украины и были перезахоронены в сквере Маяковского. Тогда сквер еще только вот был создан, и у него не было имени. Они просили, чтобы вот этот сквер назвали именем вот 112-й башкой артдивизии. Они просили, чтобы там был поставлен памятник Шаймуратову, и чтобы там же были перезахоронены его останки. То есть, по сути, Хабиров повторяет все эти вот критерии, по которым определяли сами ветераны тогда еще, 60 лет назад, каким должен был быть советский герой. Но памятник в городе не поставили, но тем не менее в 1965 году в его родной деревне открыли бюст. И нужно было иметь место захоронения. Как я уже говорила, в 1948-1949 годах были экспедиции, где обнаружили место, где должен был быть захоронен генерал, и решили, что, скорее всего, это Шаймуратов, и он был перезахоронен. Вот так происходило перезахоронение Шаймуратова. И про сам процесс вот этого торжественного перезахоронения писал Сабир Кадыров. Я здесь, мне кажется, не буду на этом останавливаться, потому что он сам просто описывает, ну хорошо. Он пишет: шили новую генеральскую форму, сделали цинковый гроб и похоронили Шаймуратова в заводском саду. На его похороны пришло все население поселка и рассказал им о подвигах Шаймуратова, совершенных им перед Родиной и коммунистической партией. Из 25 винтовок дали трехкратный салют. Здесь был установлен мраморный памятник, на котором золотыми буквами было высечено: здесь похоронен командир 112-й башкирской кавалерийской дивизии генерал Шаймуратов. Но в то же время в конце 50-х годов начинается следопытское движение в Советском Союзе, и различные школьные группы начинают отправляться по разным боевым маршрутам и повторяют маршруты воинских частей. Они ищут информацию про погибших солдат, своих, может быть, земляков, пишут в разные места письма и пытаются вот выявить места их захоронения. И по газетам 60-х годов можно проследить, каким образом здесь уже инициатива сохранения памяти о Шаймуратове и кавалеристах передается башкирскими ветеранами, уже башкирской интеллигенции, писателям, молодым писателям, школьникам. Как я уже сказала, сами ветераны разрабатывали маршрут для этих школьных групп, и несколько раз такие группы выезжали вот именно из 9-й школы, то есть от современной гимназии имени Рами Гарипова. И сам Рами Гарипов, он тоже, будучи школьником, еще участвовал в такой экспедиции и написал уже во время экспедиции маленькое стихотворение. Ему было тогда, по-моему, 16 лет. Это стихотворение можно найти в его дневнике, который был опубликован несколько лет назад. Он пишет: на скале высечено имя Шаймуратова, хотя он сам написал имя Шаймуратова именно на скале. Пройдут годы, возможно, эту скалу разрушат вешние воды. Ни сильные ливни, ни суровый ветер не может стереть его славу. В грядущие дни башкирский народ с любовью всегда будет вспоминать его. То есть
есть после него, после этой экспедиции, где вот участвовал Рами Гарипов, уже туда отправляются маленькие группы, в составе которых, например, был Зигат Султанов, когда он тоже был молодым писателем. Какие-то артисты тоже выезжали, и каждый из них тоже вот писал какие-то маленькие очерки вот, в газете в Советской Башкирии. И в одном случае это даже была целая такая серия очерков, посвященная этой поездке. Ну, вот я не смогла обнаружить, по крайней мере, в башкирской версии Советской Башкирии, каких-либо других таких больших текстов, которые бы освещали поездки школьников или писателей по другим маршрутам. То есть для башкирских писателей почему-то было важно именно ездить по следам башкирских кавалеристов. Я так понимаю, что таким образом, во-первых, составлялась некая такая карта национальной истории, потому что там обозначались вот все там места, где погибший Муратов, место, где его в первый раз похоронили, место, где его перезахоронили, дом, где он находился перед выходом из рейда, то есть перед гибелью. И обозначались такие вот места, карты, которые стала, по сути, вот частью национальной истории. И национальная история, она уже здесь выходила за пределы просто Башкирской республики и оказывалась вот на территории Украинской ССР. В то же время они не могли добиться того, чтобы здесь назвали парк его именем, чтобы здесь поставили ему памятник. И мне кажется, вот как будто бы такая, возможно, ощущаемая ими недооцененность героя на его родине и возможность оказывать внимание, ставить ему памятники, называя там аллеи его именем на Украине, должно было подогревать, наоборот, их интерес к этому имени и их желание, наоборот, сохранить это имя. И я так понимаю, что таким образом происходила такая, ну, грубо говоря, башкиризация, этнизация вот, советского садокутского движения, которая, в принципе, была направлена на то, чтобы вырабатывать у людей лояльность к государству, а не какой-то отдельной национальной истории, национального героя. Вот. Думаю, что на этом все. Я надеюсь, что у вас будут какие-то вопросы, реплики. И в целом, в чем же заключается мой самый большой тезис? Мой самый большой тезис заключается в своем слове, которое я пытаюсь сказать в споре историков. Есть спор историков, и историки утверждают, что с помощью вот опыта участия в войне и с помощью вот такого коллективного воспоминания о войне нерусские народы они интегрировали в советское общество. То есть про это вот написано много разных статей. У нас, в частности, про это писал Тимур Гаязович, и он утверждает, что тоже вот с помощью вот этого военного опыта происходила ассимиляция башкир, потому что фронтовики привозили с собой нерусские имена для своих детей, начинали, например, употреблять водку, которую не пили до этого в башкирской деревне, там, по-другому уже хранили своих друзей, пели какие-то русские песни в деревне башкирской. Но я же говорю, что вот в случае памяти о башкирской дивизии и, возможно, в целом в случае памяти о национальных воинских частях, наоборот, память о войне, она могла играть на укрепление национальной идентичности и наоборот, на прорисовывание и укрепление границ между разными народами. Вот, на этом все. Моя реплика в данном случае будет такова, что докладчик Гульнас очень умело применяет нарративный подход, использует высказывания участников, позднейшие какие-то оценки людей. И в этом я вижу как бы несомненное достоинство. Может быть, если это связано с тем, что как бы тем самым компенсируется слабая как бы вот вообще представленность в архивах, не знаю, как бы исторических непосредственно источников, каких-то, может быть, социологических замеров того времени, исследований по данному вопросу. Поэтому действительно такую тему можно оценить как бы
только действительно нарративными методами нарративного подхода. И пусть как бы так оно и будет, это правильный путь, в этом направлении надо двигаться. Я тоже использую этот подход и этот путь. Многие знают, что в советское время в архивах отложилось именно то, что должно было отложиться, то, что не подлежало хранению, то должно было как бы исчезнуть из памяти народа. Оно действительно в архив много просто не попало. И поэтому, к сожалению, много чего в архивах, большинство из того, что мы хотим узнать о башкирах того времени, мы узнать из архивных данных не можем. Особенно, когда мы писали наш институт истории башкирского народа в 7 томах. Это очень сильно почувствовалось, что всегда хранятся данные в архивах о Башкортостане, но не о башкирах. Невозможно вычленить из статистики башкир, потому что все составлено в целом о населении Башкортостана. Или мы, например, хотим выяснить что-то о башкирах, и для этого нам приходится выяснять, а этот населенный пункт, он башкирский считается или не башкирский. И тогда вот это население можно посчитать, что они как бы сюда относятся. Вот, к сожалению, вот действительно вот это все, оно как бы задает такие рамки, в которых мы вынуждены иногда срываться вот именно в историю Башкортостана, а не в историю как бы там башкирской идентичности и так далее. Поэтому автор пошел по такому очень сложному пути, но я уверен, что это единственный путь, и других как бы в данном отношении не будет по тому периоду 60-х и 70-х годов. Я уже много говорил о том, что автору, что здесь единственными как бы более-менее такими нарративными источниками могут быть письма фронтовиков, их дневники послевоенные или во время войны, но таких, скажем так, мало. То, что было опубликовано, было подвергнуто цензуре, но такие еще найти можно. И как бы предлагаю вот автору шире и больше это использовать в своих исследованиях. Вот. У меня вот такая реплика. А можно один вопрос? Да. Вот меня интересует степень допущения каких-то вымыслов. В частности, один из последних вымыслов, он буквально сейчас формируется. Он сейчас формируется, потому что речь идет о том, что башкирская дивизия уходила с Советской площади. Документов о том, что она уходила не с Советской площади, такое количество, что нужно быть слепым, глухим и немым, чтобы не слышать, не видеть и не наблюдать противоречия, которые возникают между протоколами собраний или каких-то еще действий, которые были на уровне власти, на уровне записей там, о митингах и так далее. И вот то, что сейчас нам преподносится как основная, как бы, нужно понимать, что она не одномоментно уходила, а это было несколько таких вот движений, которые были, как вам сказать, запланированы, которые были оправданы. То есть документов этих достаточно много. Более того, есть исследователи, которые писали об этом. Мне, например, как историку, совершенно непонятно, как можно это игнорировать. Я могу с этим согласиться, если мы в данном случае говорим о мифологии, которая вот формирует как раз идентичность. И мы с этим должны согласиться как с некой данностью, которая должна быть. Вот. Но мне как историку, и не только мне, а людям, которые звонят, допустим, в августе, по-моему, с прошлого года, начались вот эти вот бурные, так сказать, дискуссии, прям вот буквально среди горожан, которые здесь вот проживали и говорили, какие митинги, какие с Советской площади уходы, этого просто быть не могло. И в этом случае, знаете, возникает еще такое противоречие. То есть получается, что вот Советская площадь – это вот единственное место, да, которое достойно. А вот Дюма, которая вот обозначила присутствие башкирской дивизии во всех смыслах, она почему-то недостойна. Вот мне и это тоже кажется не бесспорным. Ну и многое другое. Я вообще, когда думаю об идентичности, почему-то не предполагаю это в рамках там одной национальности. А мы как бы представляем собой действительно большое государство, которое в равных степенях, в общем-то, проинтегрировано в нашей истории.
И в данном случае мы говорим о войне, которая всех объединяет. И мы даже вот, когда рассуждаем о патриотизме, почему-то не вспоминаем, например, там какие-то гражданские события важные, а вот все склоняемся к тому, что патриотизм мы должны воспитывать на военных действиях. Но это тут вот много всего я сказала. Первое, что меня беспокоит, это вот степень допущения. То есть о чем мы говорим, формируя идентичность, об истории с фактами или все-таки о мифологии? Совершенно верно автор заметила, что именно с самого начала речь идет вот о мифологизации. Да, я... Попытки восстановить, так сказать, последников генерала Шаймуратова, они как не предпринимались, я имею в виду поиски в военных архивах, так называемый анализ, как сказать, источников. С той стороны, там же можно установить номер, например, немецкой части, с которой они вели бой. То есть, соответственно, с этой стороны проанализировать. Я на самом деле еще не работала вообще, просто вот совсем не работала, практически не работала с московскими архивами, потому что мне в данном случае задача другая была. Да, просто задача была другая. Не установить историю, например, рейда, вообще просто боевого пути дивизии, а просто понять, как память складывалась. Ну вот я просто не использовала это слово миф, потому что миф имеет такую вот очень негативную коннотацию, хотя я очень, просто для некоторых имеет, к сожалению. Хотя вот, да, мне просто было очень важно понять, как складывался миф, вот с чего все начиналось, вот что к этому потом приплеталось, и вот в каком виде сейчас мы получаем этот миф, на что он играет, почему он все еще нужен, почему он нужен Хамитову, почему он нужен Хабиру, почему он нужен нам, например. Но про рейд, мне кажется, да, были вроде бы попытки восстановить историю с той страны, и это предпринимал вроде как режиссер, который снял недавно фильм, лет, может быть, года 3 назад. И я с ним пыталась связаться, но он отказался мне давать какие-то данные, потому что сказал, что это его труд. Но в фильме он не называет там, не дает там какие-то вот информацию о том, вот, в каких архивах все это было найдено. Он просто рассказывает такой нарратив про то, как Шаймурат попадает в плен, и в плену его убивают, но не говорит, где он нашел эту информацию. Хотя говорит, что это было найдено в архиве именно Германии. Но он сложный человек, да, на самом деле. Непростой. В прошлом году летом такую же экспедицию Роснефть устроили за Медину. Вам имеет смысл с ним встречаться. Он очень трезвый человек, очень рационально мыслящий. То есть это сын ветерана войны, вот он прошел весь этот путь, ему уже далеко за 80. Вот весь путь вот этот, когда на разоружение, пытались восстановить и разговаривали также с местными жителями. Пытались выяснить вот, про судьбу этого основного источника, которым руководствовался автор фильма, о котором вы говорите, ну и так далее и тому подобное. Ну, в общем, там все не бесспорно. Вам действительно с ним следует поговорить. Это хороший исследователь. Хорошо, спасибо. Ну, то есть, вот смотрите, я правильно понял, да, вот как бы он не признан, скажем так, на федеральном, да, ну, даже на советском, там, ну, сейчас на российском уровне героем, да, но вот для нас он герой, вот про него песня, она в нашем сердце, и мы ее поем, как бы, и до сих пор она популярна, да, вот. Примерно так я вот вас понял, да? Вы это хотите сказать? Ну вот да, я поэтому и пытаюсь понять, почему нам важно, чтобы вот центр на федеральном уровне его признали. Почему эта песня нам близка? Вот почему ребенок знает слова этой песни и так вдохновенно почему ее может до сих петь? пор поют, да. Да. Я поэтому говорю, что, видимо, память об этой дивизии вот, в военное время, в момент сплочения людей, когда на самом деле было важно мобилизовать все народы, которые проживали в Советском Союзе, вот тогда и шел, вот, то есть делали упор на национальную идентичность людей. И поэтому вот в театре начали ставить пьесы, там вот Баязида Бекбая про Кахаматуря, там вот начали, то есть просто восстановили вот старую такую тематику, которую потом опять признали националистичной, буржуазной и так далее. Но вот на время войны все это реабилитировали, и этого момента было достаточно для того, чтобы получилась песня, которая потом вот оказалась живучей, и она вот пережила и весь советский период, и сейчас она до сих пор вот в каждом, буквально вот, по-моему, ежегодно
появляются новые ремейки на эту песню. То есть вот молодые там Да, Элвин Грей поет. Да, даже все он ее поет. поют, да. Потому что они знают, что она популярна, что эту песню будут слушать слушатели. Мне кажется, подобная же мифологизация происходит и с русским, с русской версией. Это Невский фильм, это тоже же вот отсыл. Ну, конечно, да. Да. Вы говорите миф, а может быть их несколько, этих мифов? Может быть, речь вообще идет о манипуляции памятью. Знаете, вот сейчас, когда я говорю миф, я имею в виду, я тоже опираюсь на конкретную методологию. Есть такая ученая Лиза Киршенбаум, она написала несколько книг про Ленинградскую блокаду, и она вот как раз пытается реабилитировать для всех вот читателей понятие миф и говорит, что вот для нее миф — это вот некий такой каркас с опорными такими вот пунктами, который возник уже во время войны. Там вот есть у этого нарратива начало, середина и конец, есть какие-то вот ценности, которые вложены в этот миф. А дальше уже вот обычные люди, которые пережили блокаду или пережили войну, они с помощью этого мифа просто упорядочивают собственные воспоминания. То есть вплетают туда свои какие-то кадры из войны, из памяти и укрепляют, наоборот, этот миф. И таким образом как раз вот и они, вот каждый ветеран, и дальше еще и Рами Гарипов, который послушал ветеранов, послушал местных жителей, он тоже воспринял этот каркас, этот миф, и вот смог написать там же прямо вот, во время экспедиции свое стихотворение. Вот. Поэтому они могут быть разные. У каждого ветерана он был разный, и поэтому они вот собирались в музей и конфликтовали, спорили. Вот просто общие опорные пункты были одинаковые, а вот как вот заполнять дальше какими-то вот собственными, уже индивидуальными кадрами собственной памяти, вот тут уже возникали разные споры. Простите, можно задать вопрос вообще всем? Вот совсем недавно пошел фильм, раз уж мы про ленинградцев начали говорить, я вспомнила о сотруднике Эрмитажа Никулине. Вот совсем недавно для всех совершенно стало очевидно, что те воспоминания, которые он транслирует, они совершенно никак не демонстрируют войну в каком-то героизме или еще, в общем, каких-то таких распрекрасных вещах. Они просто демонстрируют вообще страшную беду. Вообще просто колоссальное разрушение, как на уровне личности, так и на уровне вообще общего развала, разгрома и так далее. И вот все, кто прошел эту войну, я думаю, что они так или иначе столкнулись именно вот с этим. И им до такой степени было невозможно жить с этой мыслью. Мало того, что они еще и, ну, это же война, они убивали. Вот. И вот носители вот этой памяти, они, наверное, просто не могли жить спокойно или вообще просто жить. Им нужна была подмена, иначе просто можно было, вот, ну, наверное, сгореть. И, извините, вы имеете в виду Николая Никулина? Николай Никулин, да. Потому что то, что он пишет, как мне кажется, это очень близко по переживаниям, в общем, к каждому человеку, который прошел войну, который прошел окопы и который дошел до финала. Просто, насколько я помню, в воспоминаниях Никулина там же есть очень важные слова. Он же, это был его как бы дневник. Да. И там было написано, что они не предназначаются для публикации. Вот были же там такие слова. Да. А еще там есть, по-моему, была фраза, что это вот попытка как бы очиститься. То есть, ну, дело в том, что, насколько я понял, эти воспоминания, они, во-первых, их нельзя использовать в качестве достоверного источника информации, потому что там вот я просто видел как бы, ну, лекцию, где человек пытается вот проанализировать воспоминания Никулина, соотнести их с боевыми эпизодами. А там все это просто, вот, судя по воспоминаниям Никулина, все слеплено в какой-то ком. То есть у человека на почве стресса произошло вот просто, ну, как-то вот все его воспоминания о боевых буднях, они слиплись в какую-то просто вот кровавую, извините, кашу. В таком случае нужно предполагать, что он выжил благодаря этому стрессу, потому что он прошел всю войну. И начиная с первых же боевых действий, он постоянно, так сказать, переживает этот стресс, он же анализирует. Это крайне редкий случай, когда человек не просто воюет, он еще и анализирует, он пытается понять, в каких действиях, так сказать, он встроен и что происходит. Более того, он корректирует даже действия
или пытается как вам сказать, проанализировать действия командира, насколько он прав, скажем, в том или ином выборе и прочее. В общем, я не совсем согласна, потому что я читала эти воспоминания. Единственное, с чем я в общем, как сказать, в вашем высказывании согласна, так это ни в коем случае нельзя предполагать, что воспоминания одного человека могут быть источником для того, чтобы формировать некую канву или картину боевых действий, там, даже вот Северо-Западный фронт или какой-то там еще. Это один человек, это фронтовые действия там, какого-то артиллерийского взвода. Вот. Другое дело, что он в своем сознании как бы вот пытается обобщить некий свой опыт и применить его, как матрицу, скажем, в других неудачах, которые были. Там очень много вообще достоверного. Но это и аберрация, хотя, может быть, и меньше всего, это и личный, субъективный, разумеется, взгляд, как мне кажется. Но в любом случае это трагедия. То есть это та трагедия, с которой человек вообще не мог жить. Ему нужно было с кем-то поделиться. Вот. Или, как вы говорите, очиститься, или, есть еще множество определений этого всего. Ну, а здесь мы немножко о другом говорим. Я, простите, перевела просто в плоскость, так сказать, одних воспоминаний. Но это по большому счету то же самое, если мы говорим о памяти башкирского народа о войне. Вот. А исключаем, допустим, память какого-то другого народа о войне. Она такая же. То есть они с такой же трагедией столкнулись. Вот. Другое дело, что здесь было вообще просто страшно, потому что зачастую люди не знали языка. Не умели общаться, не умели взаимодействовать. Это во всех войнах, в которых принимали участие, было страшно губительно. Вот. И то, что они имели поддержку вот отсюда, как бы с родины и от земли матери, которая их тут взрастила, это было чрезвычайно важно, это их поддерживало. Да. Вот. И эта мифологизация, она не случайная, она очень верная, наверное. В общем. Другой вопрос в этих Оренбургах и прочих людях, которые действительно формировали вот эту идею ненависти к противнику. Но это уже скорее была военная пропаганда. Да, конечно. Но это, так сказать, делать по необходимости. Наверное. Государство включает этномобилизацию как инструмент при необходимости, и потом выключает его. Но уже не смог выключить. Ну, просто да. она осталась все-таки в таких рамках. Я абсолютно с вами согласна в том, что миф просто нужен был самим ветеранам. И даже вот если посмотреть по черновикам Кирея Мергена, по военным черновикам, которые остались в его фонде в архиве, то вот можно понять, какие очерки были опубликованы, а какие нет. Вот у нас вот есть эти публикации про человека, который убивает с помощью там врага, и вообще есть такой прям сильный богатырь и так далее. Но там же есть очерк, и сначала он пишет об этом случае в дневнике, ему просто один кавалерист сказал, что он заплакал. Он отвечал за какую-то важную операцию, ему стало так страшно, потому что фашистов было очень много, он просто взял и заплакал. И он боялся, что его убьют, потому что он командовал этими кавалеристами. И потом он написал про это целый очерк. Но этот очерк, он нигде не был опубликован, потому что вот это было как раз-таки про слабость человека, про страх и про все остальное. И если вот читать книгу Ахтяма Ихсана, который очень хвалит, по крайней мере в протоколах собраний, сами кавалеристы вот на огненных копытах, им всем очень нравится эта книга, потому что она написана просто вот в таком полуэпическом жанре. Там тоже вот кавалеристы, они смелые, храбрые, они батыры, они опираются на какие-то боевые традиции, никогда не плачут, естественно. То есть все-таки на самом деле какой-то опыт, он умалчивался. И вот этот эпос про батыров, им был очень, мне кажется, нужен для того, чтобы после войны как-то вот просто закрыть свою травму. Не переработать, не переосмыслить ее, а просто вот закрыть. И стать просто вот батыром, кавалеристом, ветераном. И все. Но я уверена, что этот миф, да, он был нужен, он поэтому и вот сохранился. Ну, как раз таки вот упомянутый Николай Никулин, он же в той же книге «Воспоминания о войне», он и пишет о том, как этот миф начал, не то что начал, а продолжал культивироваться, конструироваться, создаваться. Вот эта народная память стала создаваться при помощи Дня Победы, при помощи каких-то других акций, то есть как появлялись ветераны, так скажем, он там высказывался не самым таким лестным отзывом о тех ветеранах, так скажем, в кавычках ветеранах, которые вот представляли из себя героев войны. Он говорил, что все герои войны к этому моменту уже либо спились, либо покончили с собой, те, кто остался. Вот. И он как раз говорит о конструировании этого мифа, устраивании его, то есть мифологизации вот этой вот войны, мифологизации победы и прочего.
Ну, да, я абсолютно согласна, я тоже читала его, да, именно так и помню. Я по материалам дневников Халидара Хасанова хотел пример привести. Где-то в годах 50-х, 56-м примерно, у Халидара Хасанова, ветерана Башкав-дивизии, такое промелькнуло как бы горделивая запись в дневнике о том, что я горжусь тем, что я сын такого героического башкирского народа, который породил таких героических личностей, как Салават Юлаев и Минигали Шаймуратов. То есть, и там же написал строки из этого песни Кадира Даяна о том, что я так как бы понимаю, что это вот этот миф начал работать и как бы охватил ветеранов каким-то вот таким энтузиазмом, что они могли на него действительно опереться и сделать из этого какую-то для себя вот действительно заплатку из этой трагедии. То есть они могли как бы это использовать для себя. Но при этом я бы хотел как бы сказать, что в дневниках Халидара Хасанова как бы в дальнейшем происходит все-таки какая-то переоценка, может быть, какая-то где-то он переборол своим каким-то сознанием и попытался, может быть, где-то абстрагироваться от этого мифа и написать объективную картину, то есть какие-то штрихи из объективной картины, где он там, например, критически говорил о том, какими самодурами были командиры, когда их готовили в Авдоне к выезду на линию фронта, то есть сначала их обучали всю зиму в период с 41 по 42 года. Они жили там в каких-то снежных хибарах, на типа вот как у эскимосов. И там, в общем, несмотря на то, что было холодно, им не давали даже рукавиц, и все равно выходили на тренировки на конях, и что это было так мучительно. И потом также сам непосредственно опыт о том, что первое сражение как бы было проиграно, что они были вынуждены отступить, и как бы об этом он тоже записал, и пытался даже на телевидении, когда приходил к нему телерепортер на 60-летие Башкав-дивизии, вспомнить что-нибудь еще из истории. Он попытался это сказать, но ему заблаговременно позвонили из Совета ветеранов и потребовали, чтобы он, вот только вот этого, чтобы он не говорил про первый бой. Вот. Но до самого конца как бы он пытался хотя бы для себя в дневнике придерживаться какой-то объективной истины и пытаться свою историю написать. Дивизий понимал, что миф это миф, а он еще живой свидетель. И может быть когда-нибудь найдется кто-нибудь, который прочитает, его родственники, и поймет, что было на самом деле. Вот, и я как бы тоже в данной реплике и обращении вот ко всем как бы исследователям вот этого мифа, я бы предложил бы исследовать и его другую сторону, как бы действительно этого мифа, само отношение как бы людей, но это участников событий к этому мифу, то есть углубиться вот в эту социальную психологию. Действительно, вы говорите такое, что это миф им помог как бы себя немножко в этом плане, ну, где-то после войны, да, после войны оправдать. Ну, кто-то себя, например, чувствовал, почему он не погиб вместе с остальными. Ну, там, кто-то думал, что почему вот их вдруг начали хвалить, там, кто-то еще что-то. Кто-то просто страдал как бы этим синдромом, как бы не мог там как бы простить, почему он убивал людей, там. То есть много чего, вот таких социальных психологических травм. И вы говорите, что ветераны все там болезненно относились, вот, и никто не мог там прийти к согласию по поводу того, что вот этот последний бой. Там, выход из рейда. То есть, как вот это все взаимодействовало на сознание тоже вот
народа где-то и не только вот в таком вот консолидирующем плане, но и как бы в таком вот, скажем, плане какой-то вот усыпления, что ли. То есть, ну вот мы герои, и даже вот Халидар Хасанов в своем как бы в дневнике объективно сказал, что наша дивизия чудом вышла из войны героев. Вот. И на этом как бы мы поставили точку. И на этом как бы можно почивать на лаврах. Вот. А что дальше? Что дальше? Какие дальше из этого проследовали действия с башкирской идентичностью? И какие дальше пройдут из этого последствия, ростки и так далее? Как и позитивный, и негативный, и все как бы, как должно все это объективно выглядеть. Хорошо. Пока что я сейчас вижу, ну, как бы такой доклад, который можно использовать как на конференции, посвященной вот сейчас вот, когда поставили памятник Шаймуратову, такой, скажем, такой, может быть, даже праздничный доклад на позитиве. Вот. Пока я хочу надеяться, что будет где-то больше такого, еще больше информации, как это стало и антимифом. Ну, если вы хотите миф там, в позитивном образе как бы использовать, то еще и как это стало и антимифом, как это стало работать и против идентичности. Ну, знаете, вот сейчас я вот написала магистерскую диссертацию. Вот, я вот здесь рассказываю именно про это. Сейчас я учусь на первом курсе аспирантуры, я продолжаю писать, и теперь хочу углубиться больше как раз-таки в источники личного происхождения, но их у меня немного. Я хочу больше углубиться в 40-е, 50-е годы, чтобы как раз-таки понять, как-то разносторонне изучить вот эту память и идентичность тоже. И сейчас я могу добавить ложку дегтя в этот позитивный доклад и сказать, что да, вот с одной стороны кажется, что вот это прям так круто, что вот миф стал основой или там вот тем, что поддерживала башкирскую идентичность, но это такое вот мое предположение сейчас. Возможно, он играл на то, чтобы подкреплять у башкирского населения колониальное или постколониальное сознание. Потому что каким-то образом, вот опять же, шла опора именно на фольклоры, на фольклоры, и оказалось, что башкиры — это тот народ, который должен воевать, даже во время Второй мировой войны, когда были истребители, танки и все такое, они должны были воевать верхом на лошади и как будто бы саблей. Потому что вот если смотреть какие-то зарисовки, которые в книгах, посвященные этой вот дивизии, или если смотреть, например, прочитать повесть Ахтяма Ихсана, или эти же вот маленькие статьи, то там, в принципе, ну вот дивизия, она же состояла не только из всадников. И всадники, они не были такой вот главной передовой частью этой дивизии. Да, тем не менее... артиллерийские танки. Да, все было, но... Да, и даже вот Ахтям Ихсан, в его фонде сохранились письма, где им пишут, например, по-моему, это были артиллеристы, которые жалуются, что вот их не зовут на встречи ветеранов, потому что главными почему-то во встречах этих ветеранов стали кавалеристы, и они не понимают, в чем дело. Они были из других областей, и вот ждали приглашения, а их не зовут, потому что в целом образ вот бойца этой дивизии, он стал именно конником. И мне кажется, вот этот фольклор, этот образ всадника и вот все эти дела, они вели к экзотизации и к продолжению и к самоэкзотизации башкирскими писателями, вот сначала вот Симоновым, его другими вот коллегами по газете, по Красной дивизии, потом вот башкирскими писателями, ветеранами и в современности тоже. Мне кажется, это вот история дивизии стала тем материалом, с помощью которого до сих пор башкиры самоэкзотизируются, экзотизируют себя. То есть вот есть, например, башкирский конник, который поет башкирские песни, пьет кумыс, там, устраивает сабантуи на фронте, но в этих же текстах появляются образы
советских русских офицеров, которые оказываются, что более образованные, там, более властные, у них больше полномочий. Ну да, они занимали такие должности, что им Шаймуратов, например, должен был подчиняться. Но вот в воспоминаниях самих ветеранов уже с конца 40-х годов есть такие намеки, что они вот обвиняют того же Борисова, потом Белова. И, например, в пьесе Кирея Мергена 1944 года там он явно смотрит на башкирских кавалеристов глазами более образованных, может быть, более профессиональных военных, которыми были советские русские офицеры. Мне кажется, с одной стороны, да, этот миф, эта память, она укрепляла идентичность, но с другой стороны, вот именно эта память, она сделала основой идентичности фольклор и самоэкзотизацию, а не что-то другое. Да, я понял. А как вы думаете, а вот если мы сейчас будем в основном вот в это 75-летие вспоминать о Шаймуратове, о героях-конниках, это не заслонит память о других, тех же башкирах, которые воевали в 219-й, 214-й, 186-й, 361-й, в армии генерала Даватора под Москвой. Вот это как? Вот вы знаете, меня вот как и как историка, и как потребителя подобной информации всегда волнует вот это вот перехлёстывание. Вот просто я не понимаю, я работаю в музее, не знаю, как экскурсии проводить, потому что одни требуют одно, а мне хочется как бы пошире рассказать. И более того, у нас сейчас администрация занимается как раз вот тем, что устанавливает нам рамки. Вот это вот вы должны сделать, а вот это в следующий раз. А в следующий раз его может и не быть в следующий раз. И не будет, скорее всего. И поэтому где правда-то? И как вообще? И вообще что такое, есть ли она? И как мы вот со всем этим будем жить? Ну, я не знаю, как с этим жить, но я согласна с вами в том, что, на самом деле, образ Шаймуратова, он заслоняет всех других башкирских, не только башкирских участников войны, которые были родом из Башкортостана, потому что ведь не только дивизия была сформирована нашей республики, и более того, насколько я понимаю, на войне участвовало больше 700 тысяч людей из республики, а в дивизии вот в момент формирования было больше 3000. Ну, то есть это даже не 1%. Но тем не менее она затмила собой вот всю эту историю участия каких-то других и социальных, и национальных групп, может быть, в республике. Но вот, как я говорю, за этим стоят вот такие вот смыслы. Мне кажется, еще потому что достаточно много людей в осознанном возрасте пошло туда добровольцами. То есть это вот, по сути дела, элита башкирского народа. То есть там не 19-летние пацаны, а вот там 30-40-летние взрослые мужчины. Да, ведь есть информация, большим жизненным опытом. Учителя пошли, врачи пошли. Кроме того, я позволю себе такую реплику. Сразу всему пройдусь. Значит, во-первых, что касается вашей последней идеи, очень хорошо, что вы изложили, это достаточно интересно, но я бы тоже сразу позволил себе сказать, что сам по себе образ конника, он вовсе не является частью такого колониального нарратива, в том числе во Второй мировой войне. Немцы тоже на лошадях воевали. Генерал Даватора. Но дело даже не в таких частностях вроде Даватора, а дело в том, что даже вплоть и включительно до Второй мировой войны, и до Второй мировой войны, и даже во время ее, все равно в народном сознании, далеко не только у нас, кавалерия всегда остается аристократическим видом, сама по себе аристократическим видом воинского дела, в том числе и у башкир. Хотя башкиры достаточно современные, и тогда уже были достаточно современные народы, прекрасно понимали, что конницы сейчас войны не выигрываются. Они это понимали во время гражданской войны, на самом деле. Это все уже понимали. Вот, но это именно символ. Вот простейший пример, взять тех же самых поляков. Там до сих пор муссируется вот эта известная фальшивка Геббельса о нападении польских улан на немецкие танки, да? Вот. То, что это фальшивка, это уже было, конечно, доказано. На самом деле они напали на немцев на привале и достаточно успешно. Там часть какой-то порубили, справились с парой броневиков и ушли. Вот. Но, заметьте, очень долго от этого мифа не отказывались. Почему? Потому что он демонстрировал гордую, шляхетскую, такую безумную храбрость польских конников, которые олицетворяли
храбрость польского народа. То же самое это и с нашими казаками, с той же самой дивизией Давадера, и с башкирской дивизией и так далее. То есть на самом деле то, что какой-либо военный образ ассоциируется с конницей, это не означает, что ассоциируется с чем-либо колониальным, а уж тем более Советским Союзом. Более того, вот я вспомнил о другом нашем генерале, о Кусимове, как раз тоже бывший комполка башкирской дивизии и так далее. Он стал достаточно, он был не только известным героем войны, он стал достаточно известным специалистом, в том числе и по применению конницы, где все достаточно грамотно на уровне генерального штаба, все объясняет, что можно, что нельзя и так далее. Что у нее есть своя специфика, которая, естественно, понижается со временем. То есть, мне кажется, в данном случае ассоциация башкирской кавалерийской дивизии, она ничем, никаким колониальным дискурсом общего на самом деле не имеет. Но мысль я понял сама по себе, мысль это сама по себе понятна. Другое дело, почему именно у самих башкир она ассоциируется именно с ними, это тоже понятно. Потому что они же вспоминают, естественно, не только Великую Отечественную войну, а все героическое прошлое башкирского народа, которое было широко использовано, как вы хорошо описали, в качестве и фольклора, и эпоса, и во время войны, и во время поствоенной памяти, да? Вот. А она, естественно, ассоциируется с кем? Ну, кто у нас над Белой рекой стоит? Именно с образом конного батыра. Это именно рыцарский образ, скорее, ну, так вот выражаясь, образ всаднический. Это нормально, на самом деле. Ну что поделать с башкирным лошадям? Вы большую часть. Смотрите, можно тогда я сразу отвечу? Я не думаю, что это было на самом деле колониальным опытом. Я как раз таки говорю про восприятие самих башкир. Потому что вот я листала газеты 90-х годов, статьи, опять же, вот про дивизию, как тогда уже, вот каким образом тогда уже писали про дивизию. Вот, и там уже вот конник, он ассоциируется вот с тем, по сути, безоружным как будто бы человеком, которого отправили против танков. Но это же тоже не появилось на пустом месте. Значит, вообще просто вот, значит, это сюжетом присутствовало и тогда. Ну, как мне кажется. Я поэтому говорю, что это мое предположение, я только начинаю это делать. Я понимаю, это очень хорошо, что вы его высказываете, это большая смелость, кстати говоря, высказывать сразу свои предположения, да еще на людях, еще даже не обработано, но уже сразу. И тут вы молодец в этом плане. Это очень хорошо. Вот, но просто я что еще хочу сказать. Да, вот вы совершенно правы. Я, кстати, на этот ляп тоже очень часто обращал внимание. Вот, это, кстати, постоянно, он в обывательском сознании очень широко распространен. Вот, то же самое о том, как конники шли на танки. Ни у башкир, ни у казаков никогда не шли конники на танки. Они не настолько глупые. Солдаты это существо умное само по себе. Вот. И на танке просто так, на конницу не ходят. Такие случаи бывали во время гражданской войны. Но когда это бывало, и даже успешно, был такой, например, Музаир Тухпатулин, как раз башкир, кстати, который один сумел, он действительно был конником и действительно сумел взять в плен экипаж танка. Но какие это были танки? Это были танки образца FT-7, по-моему, старинные французские танки Рено, на которые действительно можно заскочить, как бессерно, взять лимонку, преградить экипажу, чтобы он вылезал. Все танки, в танкостроении во время как раз Второй мировой войны произошел резкий скачок. Те вот мощные, действительно великие машины, как вот Т-34 наши, да, там, КВ, ИС, Королевский тигр и так далее, с которыми такие игры уже невозможно, близко, в принципе. Вот. Вот эта знаменитая танкобоязнь у пехоты, когда люди просто в панике разбегались. Вот. Они, естественно, не позволяли коннице близко даже к танку подходить. И конники прекрасно понимали. В чем преимущество башкирской дивизии было, как и всех кавалерийских дивизий? На самом деле, в основном, это ездящая пехота. На самом деле. Она пройдет там, где не пройдут обычные войска. Через лес, через бурелом, они пройдут везде. Вот. В конном строю они выступали крайне редко. Хотя это очень красиво, конечно. Это имеет огромное психологическое значение. И, как ни странно, кстати, они выступали уже на территории оккупированной Европы. Это такие случаи бывали. Это производит хорошее психологическое впечатление. Там небольшой разлив казаков, например, там, или башкир, или еще кого-то, который нападает уже на паникующего противника. Все это как раз было известно. Другое дело, что обыватель, да, он всего этого не знает. Ему действительно, кажется, тем более, что во времена перестройки очень много было подобных бросок о том, как вот гнали наши войска, ну, ой, о том, как трупы не заваливали и так далее. Вот весь этот стоящий, по-настоящему этот перестроечный мусор, он сам по себе, он тоже формировал хорошее общественное сознание о том, что трупы не завалили и так далее. И вот отсюда вот такие легендарные представления о том, что конники, которые там шли в конном строю на что-то. Да? Но, тем не менее, я все равно думаю, что этот мусор не появился из пустого места. Потому что я уже вот говорила, и это можно проследить по опять протоколам собрания ветеранов. Для них очень был важен эпизод, как я уже говорила, выхода из рейда.
И они все пишут, что у них не было вооружения, что были кони, а вооружения не было ни танков, ни самолетов. И им как раз-таки пришлось идти по сугробам, верхом, на лошадях, и когда уже был перекрестный огонь со стороны фашистов. Это уже касалось как раз трагедии Сталинградской битвы. Когда вот, это был случай, когда вот все пошло в степи, когда вот этот разгон пошел, когда действительно нужна была именно поддержка авиации, именно в этот момент в рейде ее не оказалось. Да, это еще со времен Холченко было замечено, что конница крайне уязвима при авианалетах. А уж если в голой степи, то ей конец тогда. Тут дело было не в том, что кому-то кто-то что-то не давал, а в том, что вот они оказались именно в данной ситуации. Я не говорю, что не давали, просто я говорю, что этот эпизод позже мог просто интерпретироваться через колониальную оптику. Даже если это не было так. Нет, мысль-то я понял. Она интересная сама по себе, я же говорю. 90. Мне кажется, она не продвигается, но она интересная. Там 600 тысяч кто-то погибло на Милс-фронте, поэтому что там... Кроме того, там, как раз советская конница, она была очень плохо механизирована на самом деле. К ней придавалось очень много всего. А другое дело, что тот вот знаменитый рейд Шимуратова был очень рискованная операция на самом деле, и поэтому вокруг нее столько споров и у ветеранов и так далее. Нужно ли это было делать, правильно ли это было сделано и так далее. Вы что говорите, если даже сама вся Сталинградская битва, да, там она полна очень многими была неожиданными вещами, в том числе для советского генерального штаба. Там, например, когда немецкие войска окружили, сначала рассчитывали окружить 3 раза меньше. Они сами удивились, когда узнали, сколько немцев окружили. Потому что никто не ожидал, что 22 дивизии прокатилось нас. Сначала думали, что их пойдут значительно меньше. Вот. Так что много было злоупотреблено. Теперь я еще несколько реплик по поводу предшествующего разговора. Дело в том, что мы тоже имеем свою очень маленькую такую роль в таком постсоветском продвижении образа генерала Шеймуратова, поскольку наш сайт в свое время он был достаточно известный, РБ-21, потом он Смородин, да, его читающая публика не только знала. Вот. Мы в свое время инициировали как раз такую серию статей, было две большие статьи о малоизвестных источниках по генералу Шеймуратову, где придали гласности здесь, в Башкортостане. Раньше это было очень малоизвестным фактом, как раз исследование украинского исследователя Маслова о подлинных обстоятельствах смерти генерала Шеймуратова. То есть он свою версию выдвинул о том, что генерал мученически погиб, когда его захватили в плен и там замучили. Это, в общем-то, произвело достаточно шоковое впечатление, на самом деле. Потом пошли обсуждения и в интернете, и в открытом и закрытом режимах, на БСТ. Вот потом, кстати говоря, этот фильм Кудаярова, по-моему, да? Да, Кудаярова и так далее. Почему? А ведь именно для вот этой постпамяти, да, для самого течения памяти, уже интересно был сам вопрос, почему было такое шоковое восприятие. Ведь, казалось бы, мученическая смерть, что в ней такого? Наоборот, мученическая тоже всегда почет. Нет, сразу возникло, а можно ли вообще, нет, многие возмущались, что нет, Шеймуратов не мог так погибнуть. Почему? Потому не мог, он погиб в бою и так далее. То есть это здесь столкнулось сразу несколько мифологем сами по себе. Потому что, наверное, по этой версии его же не немцы мучили, а казаки мучили, которые это еще дополнительно. Да, и то есть вроде как наши с нашими, и какой он герой. Да, а вот это, кстати, это уже одно из объяснений, почему эту историю не могли никак придать гласности в Советском Союзе. Тут сразу несколько ограничений. Во-первых, эстетическое. В Советском Союзе на сцены насилия, тем более такого близкого насилия, было наложено жесткое табу. Оно имело объективные причины сами по себе. Поскольку та советская культура, которая выстраивалась, она выстраивалась людьми, которые насилие в жизни навидались вот столько в это время. Они прошли гражданскую войну, потом Великую Отечественную войну. Они столько увидели, что они такие внешние раздражители были не нужны. Поэтому они строили нормальную культуру, без насилия, где оно было жестко табуировано. Вот. Это уже потом, когда сформировался человек общества потребления, совершенно объективно сформировался везде по всему миру, в том числе и советский его извод, западный его извод. Да. Там везде, сначала, естественно, на Западе появилась вот эта культура насилия, ужастиков и так далее. На самом деле она открывала объективные потребности. Люди, которые страха не знали, а горожане не видели. Их не хватало. Так вот, то есть подобное описание там точно не могли появиться в советской культуре. Это раз. А во-вторых, да, сам факт того, что были казаки, коллаборационисты, это еще в таком количестве, не говоря там о теплом состоянии и так далее. Да? Вот. И о том, что они творили, как могли, получается, представители сейчас мирно живущей советской семьи народов могли вытворять друг друга. Такое, на это тоже было табу. Это тоже было вполне объективно, потому что надо было не расковыривать раны, которые существовали,
а наоборот их лечить. То есть, в общем-то, это было понятно. Были объективные, были субъективные. Но заметьте, Советского Союза давно нет, давно уже прошла и перестройка, и постсоветское время, да? А мифы продолжают жить своей жизнью. Причем я вот еще раз хочу напомнить нашей аудитории, что то, о чем выступающая говорила, миф здесь имеется в виду не сказки, не несет под собой негативной коннотации. Миф это тоже своеобразная упорядоченная информация. Вот в этом смысле это имеется в виду. А вовсе не то, что следует разоблачить, а те миф таким образом мы просто другой миф создаем. Именно по этой причине, что вы правильно упомянули, что воспоминания и мемуары, они не могут служить строгим источником. Потому что их пишет человек, кстати говоря, он в разные годы пишет по-разному. В 40-е он напишет одну правду, в 50-е он напишет другую правду, в 50-е у него может быть третья правда, а попная там еще какая-то, в 70-е четвертая. Это тоже нормально, на самом деле. Конечно, когда человек будет пытаться что-то объективно, но это у него в 40-х годах тоже думал, что он объективно пишет. В 50-х у него другая объективность. Вот в этом случае нужно использовать просто, наверное, другую группу источников. Вот те же публикации, например, газетные. Но если вспомнить публикации Троцкого с фронта Первой мировой войны и сопоставить с Оренбургом или с кем-нибудь еще из этой вот газеты «Красная звезда», они принципиально отличаются. Потому что, в общем, есть такая закодированность. То есть одни писали одно, а другим позволено было писать и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Ну, сама тема, мне кажется, вот, действительно очень интересной, когда вы задались этим вопросом. Как формировался, в самом деле, вот этот положительный миф, да, башкирской дивизии? Откуда он взялся? Как он формировался? Как он работал? Поскольку советская мифология, она строилась достаточно странным образом. И из-за того, что у нас было действительно только одно, единственное верное учение, парадигма была одна, хоть ее пытались постоянно трансформировать, вот, то не было надлежащей рефлексии на том, как вот все это строить на самом деле. Очень многие решения, да, они находились вне научной рефлексии. Хотя сами все культурологически были блестящие. Вот тот же самый образ Салавата Юлаева, например, да, это действительно блестящее решение. Как образ, который потенциально мог стать образом вражды, стал символом друга. Это было сделано мастерски очень хорошо. Но никто это не описывал термин конструктивизм, тогда его еще просто не знали. Вот. Ни конструктивизм, ни инструментализм, ни антропологический подход и так далее. То есть люди делали, сами не всегда зная, что делают, примерно понимали, что нужно. Но они делают это как? Ну, во-первых, это здесь вместе работали, как вот вы там, я думаю, освещали. Это была и работа ветеранов, да, то есть и общественных организаций. Это была работа и партийных органов, само собой, которые подключали и историков и так далее. То есть все строилось достаточно планомерно. Но у вас тут тоже интересный нюанс получается, что это тоже было далеко не настолько планомерно, как мы иногда думаем. Да, абсолютно не планомерно. Да. То есть иногда в эту планомерность входит другой тренд, и она уже перестраивается через него. Да? То есть, например, запрос ветеранских организаций, о котором раньше никто не думал. А он пошел именно таким способом. И, наконец, еще что хотелось бы отметить, помимо, естественно, комплиментов фактуры, что это действительно очень интересно. Это действительно так. Это очень сама по себе интересная тема. Вот здесь говорилось, что Шаймуратов не отмечен на федеральном уровне, это не так. Тут дело не в этом на самом деле. Потому что уже то, что он широко отмечен на республиканском уровне, это уже означает, что на федеральном он принят и отмечен. Это вот точно так же, как вот со столетием республики. Если ее признали, грубо говоря, в администрации Путина, все это означает ее официальное признание на самом деле. И то, что там споры у нас были за 17 год или 19 правильно было признавать, это все не из Москвы на самом деле, а из того, что здесь, грубо говоря, вовремя, ну, ладно, не важно. Короче говоря, на самом деле, для Москвы это было не столь важно, как раз 17 там, год или 19. Важно то, что сам факт, что обращение к этим годам было к этому юбилею республики, например. Шаймуратову то же самое, но кто бы его не признал, признали. Другое дело, что вот сама постановка вопроса, если честно, я тут маленькую ересь скажу, вот это движение о присвоении героя Советского Союза, да? Я, конечно, ничего против его не имею, я очень уважаю это движение, уважаю и так далее, но вот лично мне по логике кажется немножко странным. Потому что давно исчезло государство, которое имеет настоящее право признавать, давать эту награду, на самом деле. И нам, в общем-то,
он уже стал национальным героем Башкортостана, Шаймуратов. Он так не является. И вот поэтому очень интересный вопрос, а почему это все возникло и почему это потом было так поддержано государством? Потому что вот сейчас, особенно с новой администрацией, с администрацией Ради Хабирова, да, это резко получило новый импульс. Вот. Культ генерала Шаймуратова стал государственным для Республики Башкортостан сам по себе. Это тоже достаточно интересный нюанс. На несколько хороших абзацев диссертации его точно хватит. Знаете, я просто все-таки я пишу, и я изучаю именно восприятие вот ветеранов, писателей вообще. То есть именно такой, может быть, антропологический подход получается. И может быть, вот если смотреть по фактам, то выходит, что Шаймуратова признали в центре. Но ведь ветераны считали, что он не до конца признан, раз они продолжали писать письма, продолжали ездить в Украину, пытались там привезти его останки. Между прочим, сам Маслов пишет, что именно они отправили телеграмму в Москву, чтобы им разрешили забрать с собой останки. А вот из Москвы пришел отказ как будто бы. То есть, мне кажется, они должны были, ну вот если они так планомерно, настойчиво ходят за этой золотой звездой, это говорит о том, что они чувствовали, что что-то недоделано с этим вот советским башкирским героем. Что он не такой крутой, как Зоя Космоземьянская или Матрос. Вот чего-то еще не хватает. Вот не хватает памятника в Уфе. Не хватает... То есть он все-таки не до конца признан. Он не такой большой. Есть смерть задруги своя, а есть вот такая вот достаточно нелепая смерть. Вот именно вот этот вот аспект, вот почему вы начали там с этой христианской догматики, потому что она, несмотря на то, что она очень чудовищные действия производила, но она вроде как умирала за други своя. А здесь вот такой вот непротиворечивый, ну, я не знаю, какой это. Вообще о войне говорить невозможно однозначно. А здесь, ну, просто смерть, которая, ну, не стала вот такой вот. Не знаете, что кажется? Что почему вот он... Мы, кстати, с вами чуть-чуть о разных временах просто говорили. Когда вот вы сейчас рассказали еще раз о том, как ветераны добивались увековечения памяти Шаймуратова, да? Это, получается, было до того, как он здесь был объявлен таким, так сказать, лицом республики. То есть они своего добились. Да. Но тут интересный вопрос, почему? Почему они своего добились? Почему вот именно этой группе ветеранов дали, можно сказать, зеленый свет? Почему его весь народ поддержал? То есть, почему эта память жива, почему она нужна и так далее. Тут может быть далеко не только банальные ответы, потому что это нас скрепляет, потому что память о Великой Отечественной войне — это единственное, что действительно еще продолжает скреплять общество, это хорошо видно и наверху, и внизу. Это очевидно. Но, мне кажется, есть еще достаточно интересные нюансы. Во-первых, мне кажется, что местная администрация поняла, люди, которые там работают и занимаются именно вот таким вопросом, они видели, насколько удачно этот образ действительно вписывается одновременно и в современный тренд, как раз на использование возрождения памяти о Великой Отечественной войне. А он сейчас принят на государственном уровне, на федеральном государственном уровне, с одной стороны. Вот. И с другой стороны, он действительно вписывается в традиции башкирского народа, сами по себе, в его представлениях о самих себе. Вот обратите внимание на сам ряд памятников. Вот тот памятник, который мы избрали Шаймуратова, это же классический памятник всадника, опять же. Опять образ всадника воина. Такой же, как тот же самый Салават Юлаев. И вообще, когда башкир изображает что-либо героическое, что изображает? Опять башкира на коне. Правильно? Опять всадника воина. То есть он вписался вот в этот символический ряд. Потому что далеко не у всех такой этот ряд. Потому что возьмите даже вот наших соседей, те же татары, например, у них ряд совершенно другой на самом деле. И это вызывает, кстати, иногда определенный когнитивный диссонанс. У некоторой части интеллигенции, у того Шаймиева, например. Шаймиев, например, считал, что им не хватает брутальности, что хорошо бы ее предать. Мысль довольно, на самом деле, неправильная. Ее пытались предать довольно забавным способом. Пригласили известного, даже слегка эпатажного такого скульптора Даши Намтакова. И он там, не знаете, а вот когда съездите и узнаете. И он создал там значит, большие статуи такие. Первая статуя была, называлась Хранительница. Она должна была быть вообще поставлена в городе Булгарии, в возрождающем политическом месте, вот этим, который сейчас есть. Тут
каковой стала мусульманская общественность. Потому что вот, я не могу это достоверно рассказать и показать. Вот, достаточно показать, чтобы смысл рассказа стал ясен. Эта вещь настолько страшная сама по себе, она вполне вписывается в творчество того же Нандакова. Потому что для тубинца, калмыка или там, для монгола это было бы нормально. Вот, ну, просто действительно страшное чудовище. Для татарина это абсолютно неестественно. Вот, это абсолютно дикое, брутальное существо. Это не мусульманский символ абсолютно. Это же язычество какое-то, что такое. Мусульмане пытались Шайбини убедить, не надо этого делать. Сошлись на том, что прямо в Булгарии не поставили, зато поставили 4 таких дракона, значит, по 4 углам Барсабург сочетания. Сакса. Там, опять говорят, вы послушайте, она преждевременно родить может, если такую увидит. А там действительно интересно. Ну, это такой казус, корец. Такое маленькое пятнышко на действительно блестящем образе Казани. Потому что, как бы, в плане городского устройства казанцы молодцы, они давно у нас действительно вот такой понятно. Но вот с хранительностью я почему вспомнил этот эпизод, курьезный достаточно, потому что там как раз вот таких брутальных, как сейчас принято говорить, образов не было. Они просто не вписываются, не очень нужны. А у нас они как раз вписываются в тот самый ряд, о котором вы говорили. И это не хорошо, не плохо, просто так. Ну, знаете, я не считаю, что, вот, например, современная администрация, вот сегодняшняя, то есть работает над образом Шаймуратова только потому, что он вписывается в этот ряд героев. И мы тоже ищем. Нет, я просто в этом уверена. Они пытаются обуздать этот мир. Не зря флешмоб, который проходил, вот, где все пели песню, вот, эту знаменитую песню, и потом они устроили финальный флешмоб в парке Ватан, они выстроили это в форме звезды. То есть они все равно пытаются осоветить, что ли, этот миф. Просто показать, и не просто так вот, они искажают историю проводов и переводят его с Демы. Ну что такое Дема? На Советскую площадь. Вот Советская площадь, она Советская площадь. Это место, где до сих пор стоят министерства. Это место, которое до сих пор ассоциируется с администрацией, не знаю, города, республики. Если мы там поставим памятник, и я не знаю, каким он точно будет, мы все равно таким образом показываем, прорисовываем лояльность дивизии башкирских конников и в целом башкир администрации, власти советской, власти современной. Да, ну, там же был Совмин. Да. Естественно, если современная власть тоже поддержала образ Шаймурата и сделала его в Башкирии, теперь да. И более того, как раз вот тема с проводом этой дивизии, они в основном связаны были с Демой. То есть это вот начали буквально станция, недавно только вот это начали, и здесь какая-то вот есть подоплека. Там у меня вопрос такой, очень хороший. Вот Азат Тагирович, размышления его о роли администрации как как советской, так и постсоветской, вот в оценке личности Шаймуратова и формировании мифа. Мне кажется, вот он переоценивает. Все время администрация права, мудро и дальновидно, как бы она его оценивала и вписывала в свой титул. Ну, у меня такое получилось. Ну, это ваша личная интерпретация. Ну, хорошо, но зато это наблюдение у меня хорошая мысль в голове включила. Все-таки не всегда администрация как бы занималась такими делами. Всегда она как бы что-то упускала. Всегда у нее были другие какие-то приоритеты. И, например, вот меня заинтересовал такой вот период, когда время оттепели наступило, и в Москве, и даже у нас в Уфе появились такие уже деятели культурные, которые уже по-новому писали, работали, какую-то они вот использовали вот эту возможность для самовыражения, как Рами Гарипов, например. Вот этот период, не мог ли стать он каким-то таким вот поворотным, действительно в новом, придать новое дыхание этому мифу, и уже где-то этот миф стал развиваться вопреки администрации, и вот как раз таки там, когда вот это появился вот зазор, люфт между контролем над обществом всех администраций, да, и желанием какого-то самого общества, особенно вот этих тиранов, и вот действительно вот
там уже смогли уже как-то вот этот миф ему дать уже со стороны, как бы, скажем так, того прообраза гражданского общества, новое дыхание. Вот. Давайте вот об этом как-то порассуждаем, потому что меня вот очень сильно вот это в последнее время интересует, и я считаю, что вот этот Рами Гарипов тоже и многие другие, они вот как раз таки создали потом вот этот миф о дивизии, уже такой обновленный, и опять вот поддержали вот эту идею жертвы, когда башкиры саблями против танков, где-то они пожертвовали собой и положили всю лучший цвет интеллигенции, и это было как немножко, скажем так, перекликалось и делало отсылки к жертве башкирской интеллигенции в 1937 году, которую положили в 1937 году, а в 1943 положили следующую как бы поросль башкирской интеллигенции и башкирский цвет башкирской нации. Вот. Как бы вот в связи с оттепелью мы могли об этом порассуждать, об этом мифе, и как оттепель на него повлияла. Вот что мне интересно стало. Такой миф вполне могли создать ведущий. И оттуда, кстати, вот реплики 90-х, которые в газете появились, о том, что как так, почему у нас башкир, мы жертвы и так далее. Да, что цвет нации погиб. Ну, во-первых, я все-таки вот пыталась показать, что даже в 40-е годы, даже в послевоенное время, все-таки не было этого полного контроля, о котором вот принято говорить, вот, когда мы говорим про позднесталинский период. Потому что, вот я говорю, Кадыр Дайна вызывают в Москву, прям жестко критикуют его стихи, но здесь он продолжает печататься, с ним ничего такого не происходит. Более того, он те же стихи публикует, которые критиковали. Я думаю, что все-таки контроля такого тотального не было, и у них, на самом деле, я не знаю, как это назвать, не свободы, конечно, творчества, но у них не было инструкции, как нужно было писать. Это точно. Не сложилась еще модель описания, она была не готова. Ну да, канона она еще не сложится было. позже. Да, да. И Но... советская власть ею воспользуется, естественно, в своих интересах. Просто модель складывалась, она была не готова, рамка была не готова, а потом появится рамка. Были еще живые ветераны, которые не могли дать соврать. Конечно, и требовали протестовали какого-то, не знаю, объективного, чтобы эта песня существовала, и никто ее не забывал, и никакой там кремлевский усач, которого после войны, скажем так, немногие-то уж и хотели. Вот, и действительно было уже такое поражение, скажем так, настроения такие, как бы, декабристские после войны. Можно, кстати, да, и об этом порассуждать. Но я совершенно точно могу сказать, что второе дыхание у этого мифа появилось в годы оттепели, по крайней мере, не прямо вот с 56-го года, но с 58-го, допустим, потому что в 49-м году была написана пьеса, опять же, пьесу заказало Министерство просвещения, министром была Левайт, ветеран дивизии, и пьесу написал Ихсан, опять же, ветеран дивизии, но пьеса была, так скажем, запрещена. Ее не стали ни публиковать, ни на сцену тоже не пустили. А в 58 году, и вот с 49 по 58 год вообще нет никаких абсолютно источников про дивизию. По крайней мере, я в архиве ничего не нашла. А вот в 58 году пишется новая пьеса, по сути она повторяла вот буквально вот все сюжетные линии вот старой пьесы, и она уже была поставлена в театре. И тогда уже начинают собираться ветераны, там активно начинают агитировать за то, чтобы сохранить память о дивизии. Ну да, то есть вот был почти 10-летний период, когда про дивизию вообще ничего не сохранилось абсолютно, никаких следов. И вот годы оттепели, ну да, они открыли возможность снова говорить о национальной воинской части. Сами ветераны в своих письмах, вот Ахсяму Ихсану, или я не помню, он сам кому-то, ну то есть у него там очень много писем, он пишет, что в 49-м году он написал пьесу, но потом они получили вот типа такой указ, что сейчас нельзя говорить о национальных воинских частях. И поэтому как будто бы пьесу закрыли не потому, что она была плохая, а потому что она была воинской частью национальной. И да, вот об этом перестали говорить. Но вот в годы оттепели, да, эта тема вернулась. Возможно, это связано с тем, что в 1946 году после финансовой реформы уже роль ветеранов уже, естественно, автоматически и искусственно принижалась. И меньше уже обращали на эту тему ветеранов. Ну, с этим тоже связано, с историей России здесь есть. Ну, может быть, да, с этим тоже. Я еще вопрос. Да, пожалуйста. Спасибо за приглашение. Я
абстрагируясь от конкретной этой тематики, хотел перевести тему в плане, опять же, мифологизации и тех тем, которые чаще всего мифологизируются в контексте башкир. У нас в основном кто мифологизирован? Это культурные специалисты, то есть актеры, музыканты, а кто там еще, да, то есть там, допустим, композиторы и бойцы. Ну, то есть такая тема связана больше с эмоциональной частью вопросов. При этом одновременно я, например, не вижу активного пропагандирования вопросов, связанных с техническими аспектами. Я как специалист технической направленности хотел бы этот вопрос очень сильно активировать. Почему? Любая общность в этом мире основана на самом деле не на культуре, потому что даже культура вырастает из инженерной мысли. Вот взять банальную вещь, которая, да, то есть нагрудная, да, вот, которую многие башкиры носят, забыл, как называется, с монетами. Это фактически достижение определенной инженерной мысли. То есть для того, чтобы ее изготовить, нужно было пробить монетку, надо было изготовить ткань, надо было изготовить нитку, иголку. Технология определенная должна быть для изготовления этой вещи. Если посмотреть сейчас, все те страны и культуры, которые достигли определенного уровня на мировом уровне, это те страны и общности, которые обладают высоким уровнем технологий. Основные достижения, связанные с военным искусством, связаны с военными технологиями, которые основаны на инженерном искусстве. И возвращаясь теперь к контексту башкир, хотелось бы сказать, у нас зачастую очень слабо поставлена, допустим, пропаганда того же Исмаила Тасимова, человека, который фактически почти, сколько там у нас, у них юбилей, 250-летний юбилей Горного института Российской империи, созданного по инициативе и на средства башкирских промышленников, который будет в 2023 году, созданы на деньги, да, и от имени Исмаила Тасимова, а пропаганды никакой. И получается, мифологизация строится на том, что башкиры это замечательные поэты, это замечательные композиторы, здоровские воины, но и все. А то, что как бы тот же Бажов, допустим, в своих рассказах писал о том, что многие достижения металлургии Южного Урала основаны на тех технологиях, которые принесли башкиры, и что, допустим, сталь башкирская была на уровне того же самого дамасской стали, да, булата вот этого. Об этом нигде не говорится. И мало где говорится. И мало того, в советское время, в то же самое, о котором сегодня упомянуто было достаточно много, у меня моя родня, не буду там называть конкретных лиц, рассказывали такой случай. При поступлении в наш Уфимский авиационный университет, тогда это УАИ был, да, авиационный институт, среди поступающих, вот тот человек, который поступал, он столкнулся с тем, что преподаватель при приеме его по предмету физика, она откровенно валила по сравнению с остальными. То есть какой-то уже такой очень странный вообще контекст вот этой всей ситуации. Почему не ставится никогда вот этот момент на поверхность? Очень часто рассматривается только вот этот контекст. Вот это меня вопрос сильно интересует. Ну, вам уже ответили. Мне кажется, вот Айгулина выразила мою позицию. А я не слышал просто. Экзотизация и самоэкзотизация. Да. То есть идентичность строится не на образованности, не на технической образованности, не на изобретательности, не на технологиях, там, не на идеях, связанных с техническим образованием и в целом с образованием. А вот она, ну, по крайней мере, вот здесь я показываю, что она строится на фольклоре. А фольклор и композиторы, они близки, писатели, поэты близки. А вот где фольклор и где... Идентичность может быть, возможно. Я просто понял, что контекст сегодняшней встречи был не только в плане идентичности, а в плане мифологизации и вообще этих вопросов. Ну зачем нужны мифы? Но не миф, Нет, я вот спрашиваю, они же нужны, чтобы объединять людей? Объединять людей на основе какой-то одной идентичности? Не обязательно. Почему? Они для того, чтобы, допустим, легенды и мифы Древней Греции, по моему мнению, были даны для того, чтобы у людей определенный создавать внутренний костяк у человека. То есть есть Геракл, это герой.
надо воспитывать себе там физическую культуру, да, то есть способность воевать и все остальное. То же самое можно мифологизировать, допустим, инженерную культуру. И это во многих, кстати, народностях это воспитывается вполне так же. Это такой же культурный код, как и, допустим, искусство, там, творчество, там, композиторы и все остальное. Потому что, как бы, ну, технологические подходы, технологический уклад такой же культура, та же самая культура, то же самое искусство. Есть техническое искусство, допустим, архитектура — это техническое искусство, напрямую связанное, к примеру, со строительными технологиями. Если нет подходов по строительным технологиям, выстроить достаточно красивую архитектуру невозможно. Почему, допустим, взять, да, ситуацию там, какой основной объект, например, в Испании воспринимается людьми как символ Испании на данный момент? Многие, наверное, скажут, что это вот этот храм, Саграда Фамилия. Да, то есть, а он на основании чего его выстроил? Он взял, просто перевернул, то есть, получается, да, там какую-то конструкцию, подвесил ее, нагрузил, и потом эту конструкцию просто выстроил в виде этого храма. В любой момент такой можно. То есть, кто-то восхищается там искусством там египетских пирамид, и это стало символом и культурным кодом тоже Египта. А это чисто технологический подход, то есть, технологические возможности основаны именно на этой части. И те же самые возможности, допустим, ну, башкирских конников, да, то есть того Шеймуратова, и достижения их движения, это технология использования коней. То есть, если бы, допустим, у нас этого не было, возможно бы и не было бы этой просто там конницы Шеймуратовской, да? Ну вот, как раз таки все-таки здесь я о том, что у нас возник как бы антимиф такого колониального плана, которые как бы рамки такие, которые не давали создаваться этому мифу. Вот вы говорите, вы же знаете о том, что с какого-то, по-моему, 1735 или 40 года запретили кузницы башкирских аулов. Да, то есть после этого как бы начал развиваться такой антимиф колониальный о том, что башкиры как бы это дикари, у которых нету вооружения современного, и он был поддержан и в 1812 году, как бы, когда башкиры пошли на войну, ушли вроде бы все с копьями, луками, вернулись все с ружьями, но все равно упорно потом везде как бы говорилось о том, что башкиры всю войну прошли с копьями и со стрелами, и до сих пор сейчас прямо это продолжается. В Петрограде, смотрите на фотографии, они там все стоят с этими копьями, это вот просто поразительно. То есть это вот воплощение того же мифа. Я уверен, что эти копии взяли взаймы у казаков, да, каких-нибудь там еще начала там 1914 года, да, чтобы показать, какие башкиры все еще дикие, страшные, и они могут... Может быть, в этом контексте и подается тот же миф, то, что они на конях против танков воевали. И это тоже, да, это уже сама экзотизация. Из этой же категории рисунка. То есть вот такие вот создания такого мифа, она действительно тормозит развитие других мифов. Вот сейчас на наших глазах создается миф про Стива Джобса, да? Что это такой гений весь компьютерный и так далее, что ему только не приписывается и так далее. Он там символом США стал. Тесла тоже самое. Да, Тесла и так далее. Вот. Но миф не миф, они достигли реальных результатов на самом деле. У нас тоже такие как бы были и есть. Просто как бы в рамках вот этих мифов, которые созданы, вот, им нет места, они вынуждены реализоваться где-нибудь за пределами этого нашего мифа. Но там они уже не становятся как бы символом. Надо это здесь и сейчас делать. Да, просто завтра как бы речь. Вот да, речь идет не об этом. Речь как бы идет о том, что как бы не о том, что надо, а о том, как формируется вот это. Вот как миф. Формируется. Вот вот, у меня вопрос в связи с этим. Вот вы проговорили. А уже дальше мы уже как бы кто-то делает свои выводы. Вот. Как он формируется, как создается какой-то позитив, но у каждого позитива всегда есть тень. Вот. И эта тень, которая может закрыть собой очень многое, больше, чем тот позитив, на который попадает свет. К примеру, по поводу вашей этой позиции, или, скажем так, вопроса, проблемы. У нас есть Ромеевы, у нас есть семья Ромеевых.
Искандер Рами – это тот человек, который создал проект бегунной фабрики в Тубинске с одним оператором. Вот вы можете представить, это Тубинск, это вообще 30-е годы, конец 30-х годов, он создает такой проект. Никто не, я, наверное, не знаю. Ну вот, я вам говорю, потому что я это смотрела в тех Создатель материалах, которые... кибернетики. Кибернетика. Я уж не про кибернетику, это вот ячейки памяти. Это его Башир, это его внук или сын. Нет, это сын. Вот. И почему? Вот это тоже, скажем так, не является... Сейчас общая тенденция, я так понял, на государственном уровне. Я что-то не помню, допустим, за последнее время хоть один нормальный фильм об мне вот не дали инженерах выставку в там, этом году сделать. специалистах, допустим, умственного труда. То есть, если, допустим, в советские времена об этом очень много было, и пропагандистских фильмов, и реальных фильмов по результатам, то сейчас где эти фильмы? Где эти фильмы сейчас, да, то есть книги, где об этих людях? Ну, как, к сожалению, как это да? все создавать, вот опять же вопрос о том, как доносить эту информацию, чтобы она Нет, была способов привлекательной доносить для всех. масса, то есть в принципе есть как бы и социальные сети, есть и интернет и все остальное. Ну, современная молодежь, например, в принципе, для того, кого это нам уже достаточно поздно. То есть, а вот если брать современную молодежь, то для них как бы, да, героизм я не исключаю, то есть это как бы дополнительным фактором достаточно сильным должно являться. Но по факту сейчас у нас проблематика, она несколько иная. То есть нас, в смысле, к войне готовят, зачем в очередной раз упирать нашу героическую возможность? Да, на героическую способность? Сейчас, возможно, нам нужен не второй на то, о памятник. чем я просила обратить внимание, потому что патриотизм это не только вот воинственность. да, воинственность. Патриотизм это другое. Это гражданственность в отношениях к реальным вещам, к реальной жизни. Можно я слово скажу? К сожалению, мой оппонент слева ушел. Я прав. Вот я хочу сказать, значит, я, к сожалению, опоздал, не был на всем докладе, только слушал в конце. Вот я для ваших научных исследований просто хочу подсказать, что вот бесполезно, мне кажется, или, может быть, очень сложно будет трактовать феномен вообще генерала Шаймурата, башкирской дивизии. Все это как бы вещи, которые возникают как часть вообще вот этой стратегии модерна. Да, модерна, то есть это мобилизация. Да, мобилизация на философском уровне. Да. Нации мобилизуются для того, чтобы, как советские, безрелигиозные, советская башкирская, советская чеченская, советская русская, они мобилизуются как, так сказать, вот такие нации, необходимые для мобилизации одной вот этой вот линейной, так сказать, одной линейной парадигмы, они мобилизуются. Естественно, самые наилучшие фигуры для мобилизации это военные и, естественно, артисты. Да? То есть люди, которые помогают либо эмоционально, правополушарно, как артисты, композиторы, художники, киногерои. В первую очередь это фильм Салават Юлаев и потом опера Салават Юлаев. Образ сам Салавата Юлаева, как образ, про которого башкиры, в общем, почему-то в 1900 году про Салавата Юлаева вы поищите, ни стихов, ничего вы не найдете. До Бабича фактически. Салават Юлаев, он в числе как бы личностей, но его практически нет. Вдруг внезапно, ни с того ни с сего, начинается эта история. Вообще вот это очень процессы буржуазного национализма, которые пошли с 1938 года, по всему Советскому Союзу, знаете, да, они начались именно в Уфе. Вот этот пленум, где впервые была поднята вот эта вот, фраза «буржуазный национализм», он начался в Уфе. Была такая завотделом Сахьянова, которая написала Сталину, что партийные органы в Башкирии прикрывают врагов народа. Сюда приехал Жданов, и сказал, что мы должны противостоять буржуазному национализму. Пожалуйста, дайте героев из народа. Вот, к примеру, образ Салавата Юлаева очень будет хорошим. Это слова Жданова. Жданов это секретарь, ну это Геббельс как бы, да? То есть Геббельс был у Гитлера, а Жданов был у Сталина. Жданов сказал, вот у вас же есть прекрасный башкирский герой Салават Юлаев. Почему о нем ничего нет? Тут же через год на Мосфильме, да, начинают срочно образовывать съемочная группа, куда включаются самые сильные действующие лица. Это кинорежиссер Протазанов, да, звезда еще дореволюционная. Это сценарий Злобин, композитор Арам Хачатурян. Почему не делается фильмов, одновременно идет, значит, Сынгу, вот Заурбек, чеченский фильм, ингушский, и Салават Юлаев.
Почему-то не про татарских народных героев нет, да, ничего, про якутских, про тувинских, ничего нет, есть только башкирских. Салават Юлаев номер 1. Почему? Потому что, так сказать, вот эта вот логика модерна, логика самоописания. Нужно создать некий, значит, Салават Юлаев, некую вот такую последовательность вот этих вот фигур. Ну, это такой создать систему государственного фетишизма, да, восхваление личности, да, пантеон героев. Воспринимают ли сами башкиры их как своих героев или нет? Башкирам, как народу, нужно показать. Ребята, вот у вас есть вот такой вот Салават Юлаев, поэтому бедные башкиры и бедные русские, да, причем он не просто же идет как герой, он идет как социальный герой. Это Салават Юлаев боролся за то, 100-200 лет назад, что советская власть вам дала вот сейчас. Вот он тогда не мог, но он правильно мыслил. Бедные русские, бедные башкиры хорошие против плохих русских и плохих башкир. Да, то есть придумываются какие-то там башкирские кулаки, там муллы, которые там тиранят народ. То есть начинается вот эта вот фантастика, да, советская фантастика. Башкирам придают историческое, не настоящую историю, а им придают историческое вот это углубление социальное, такое коммунистический подвал такой, да, вот, который говорит, ребята, вот у вас модус самоописания. Вы, оказывается, ребята, вы всегда боролись за справедливость с великим русским народом. Вот, неужели вы... вы забыли, ну мы вам сейчас напомним. Вот посмотрите в кино, сходите. В оперный театр сходите. Вы же боролись всегда с великим русским народом. Вот вам один герой, вот вам второй герой, вот вам третий герой. Понимаете? И вот это вот очень важная модель вот самоописания, да, самоописывающая модель, героические, художественные. Правильно? Ученые, это все сложно, долго. Разбираться в концепциях, это все как-то так, ну, не так эффектно, понимаете? То есть вот эмоциональная борьба народов через дружбу народов, и дружба народов через борьбу, войско, вот это весь модерн. Естественно, что когда приходит к власти Хрущев, да, и начинается уже отход от сталинского модерна, появляется новый тип модернизации, то есть новый тип мобилизации. Это так называемый лирический герой. 50-е, 60-е, 70-е годы, к сожалению, башкирской культурологии не существует. Ее нету. Это очень печально. Знаете, кафедра этики, эстетики и культурологии в БГУ это самая слабая кафедра. Я думаю, что это делается специально. Потому что у нас нет целостной культурологической модели башкирской. Хотя бы ее нужно в 20 веке создать, но у нас ее нету. Понимаете? Нам просто ее как бы лишают, не дают возможность создать. Там нет серьезных ученых настоящих, крупных таких, которые бы на Западе публиковать. Нету. Вот. Когда приходит вот этот вот модерн сталинский, именно военный модерн, он уходит, появляется модерн лирического героя. 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Появляется новый, да? Лирический герой это уже вот как бы он укрепляет советскую власть с другой стороны. Это тоже подвиг, но подвиг, показанный через как бы через семью. То есть он, да, семью, любовь. Он, конечно, тоже жертвует, понимаете, но, то есть, но здесь жертва другая. Он не тупо идет в лоб, понимаете, там, с конем на танк бросается. А он, как бы, у него есть семья и так далее, он жертвует семьей, но тем не менее все равно... Как бы, да, да, это лирический герой. Классический такой производитель лирических героев, это Мустай Карим. Он их просто пачками штамповал, каких-то получше, каких-то похуже, но это вот такая штамповка лирического героя башкирского. То есть 30-е, 40-е, 50-е годы это герой модерна, военизированный, мобилизационный герой, потом идет лирический герой. К началу 80-х годов вот эти две системы они начинают давать сбой. Я просто очень хорошо помню, мы вот жили на Зорге 37/3, отец мой дружил с Рами Гариповым, они жили 37/2. Я с ее дочкой еще играл с маленьким, он к нам сейчас домой приходил. Вот, и как бы я еще слышал разговоры, очень много у нас писателей собиралось, там Диндаминов, вот все к нам приходили постоянно. Слушали все эти разговоры, эта система стала давать сбой, потому что идентичность, которая была одновременно, и она уже не работала. Понимаете, образы ни подпольщиков, революционеров, ни лирических героев. Вот такие люди, как Рами Гарипов, они очень чутко откликались на то, что эта система уже не работает. Потому что нужен был как бы третий новый тип, это именно башкирский такой постсоветский. Хотя был Советский Союз, но нужна была уже постсоветская идентичность. Понимаете? Вот такие люди, как Гарипов, он создавал эту постсоветскую, внутри Советского Союза. Это люди делали подвиг настоящий. Просто у отца было несколько друзей, которых как бы вот, там, уволили с работы, посадили, там, объявили сумасшедшим, там,
посадили в сумасшедший дом. Там Хасан Назар, другие несколько поэтов, там, кто в Германию заставили просто уехать, там, сажали в тюрьму, потому что там объявляли, там, вдруг Ахмед Заки Валиди вдруг вспомнили. Понимаете, про Валиди не было нужно, но в конце 70-х годов какие-то вдруг валидовцы объявляются. Помните, да? Да. 70-е годы. Оказывается, у нас здесь валидовцы. Валидовцы появились, понимаете? Ведь систем никаких валидовцев мы не знали про это. Но просто сама история, понимаете, она сама, это идет, понимаете, нация самоочищается. Нация отбрасывает вот этот вот, как бы, кошмар весь этот вот эту совдепию, нация сбрасывает себя. Она как бы говорит, что это время закончилось, нужно новое время, а власть не дает новое время. То, что сейчас идет вот попытка опять вот этот вот, так сказать, новый этап сталинизации, да, новый этап сталинизации, это этап тот, что как бы пытается создать новую постсоветскую вот эту вот многонациональную идентичность российскую, да? С моей точки зрения, она невозможна. Я считаю, что многонациональной идентичности российского народа не существует. Да? Когда пытаются ее сделать, то пытаются вновь вернуть вот этот модерн 30-х годов. Вот. И будут идти, естественно, вглубь и вглубь и вглубь, будут пытаться вытащить все вот эти модели. Поэтому эти памятник Шаймуратов, да, это все то же самое. Это попытка башкирам вернуть вот эту модель самоописания. Объяснить башкирам, кто они есть. Если башкиры, как бы власть говорит, вы башкиры, вы не можете сами понять, кто вы есть. Мы вам объясним. Вы народ Шаймуратова, Салатюла. Вы кто такие сами? Вы, если для себя, или сами решите, кто вы. А если не можете решить, мы вам это объясним. Вот это как бы вот такая как бы диалектическая модель, да, общения власти. Вот, как бы, а можно вопрос? Да. Вот я просто, выслушав вас и прочитав вот это про Кумыс, там, Сабантуй и прочее, идентичность предполагает, идентичность каждого народа и поиск предполагает систему ценностей. Да, конечно. Ну и о каких ценностях? В данном контексте, вот в данном контексте Великой Отечественной войны или сегодняшнего дня можем говорить. То есть это те ценности, которые конкретно отличают башкирский народ от какого-либо другого. И могут ли быть такие ценности сейчас? То есть сейчас, поскольку вот эти изменения, которые вот, да, пришли очень быстро, вот буквально недавно это еще как бы вот мы находились в такой советской парадигме, и родители до сих пор и так далее, а дети наши уже вот здесь, да, это люди, это носители даже уже вот такого космополитического там сознания, мирового абсолютно, да, они гораздо лучше знают биографию героев там, фильмов «Мстители», да, чем биографию, собственно, бабушки и дедушки. Да, это абсолютно космополитические дети. Они и не русские, и не башкиры, они вообще как бы дети мира, да, вот у меня дочь 17 лет, да, вот это вот абсолютно человек мира. И ценности меняются очень сильно, очень сильно. Образы народных героев в 19 веке, вот возьмите любую печать, да, ну, вы там не найдете ничего про образы башкирских. Башкиры в основном были очень крепко держались своей вот именно исламской идентичности. Поэтому вот этот вот героизм, вот это вот как бы модернизм, вот этот модерн, это был народ абсолютно традиционного мышления, абсолютно традиционного, мало урбанизированный, большая часть из них жила в небольших деревнях, в небольших общинах. Это был народ как бы исламизированный, но не в таком вот именно вот исламе там казан-татарском, да, а вот таком близком к казахскому, да, близком к казахскому. То есть это суфизм, это почитание предков и так далее, да, симбиоз. Ислам, он в Эфиопии, он не может быть одинаковым в Башкортостане, Марокко и Индонезии. Он как бы это огромное. Но тем не менее это религиозность как ценность. Да, религиоз в первую очередь идентичность на основе языка, общности исламской с татарами, казахами, нагаями, да, с элементами как бы язычества и замкнутостью вот этих общин, замкнутостью, многодетность, отцовство очень важное, то есть отец это все, это слова отца окончательно. Вот. Если мы видим фотографии, это вот именно вот такая классическая традиция, это народ классической традиции. Многодетность, отцовство, в некоторых случаях многоженство, не прямо вот много, но есть. В некоторых случаях, да. Вот. То есть это народ, абсолютный вот народ традиции, народ, который себя сохраняет и до минимума сводит общение с другими народами, на самом деле. Да, так вот себя сохраняет. И получается, что буквально после вот этих вот гражданской войны, страшного вот этого голодомора 21 года, это именно голодомор. Это сознательное истребление
части населения. Солженицын написал. Башкиры потеряли 60% населения, пишет Солженицын в «Красном колесе». По части потерь нет такого народа. Солженицын пишет, потому что человек работал в архивах. Это сознательный голодомор, такой, что с казахами в 1931 году сделал. Это дисциплинирование. Это дисциплина именно башкир, как народа, который, во-первых, очень трудно принимал советскую власть в силу своей религиозности. Он был именно вот зациклен на таком отцовстве, на общинности, и он вот этот вот коллективизм он не принимал, он отторгал. Вопрос о земле был очень важен. Да, земля. Вот который знал, что земля, она есть земля. Понимаете, это земля святая. Вся земля святая полностью. Вот земля, Урал и так далее. То есть это народ, который крепко стоял, никого не пускал и сам не уходил. Поэтому это было сознательное, социальное, именно политическое истребление людей с помощью голода. Это дисциплинирование. То есть людей приводили в отчаянное состояние совершенно, лишали скота, лишали фактически одежды, оставляли минимум, им оставаться было некуда. Из них такую трудовую армию создавали. Трудармия. Это вот мы ездили там в Гумерово, у женщин спрашивают там, старушки 96-97, одна говорит, мы вот трудармия, по-русски никто не говорит, берем интервью, говорят, трудармию были, 36-й год, 32-й, всех женщин гоняли, страшно, именно в трудармии, именно при коллективизации, потому что больше всего сопротивлялись коллективизации именно женщины. Вот. И идентичность, вот вы говорите, там, Кумыс, Курай, вот это все. Да. Вот это, знаете, это такая, так сказать, вот это такой товарный фетишизм. Разлюди малина. Да, это сабантуй, народ, который поет и пляшет, и постоянно башкиры, как бы вот это, вот модус самоописания или саморефлексии. Постоянно с телевизора, из радио, из разговоров, из властных вот этих нарративов идет, что башкиры, мы такой народ, который постоянно поет и пляшет, неустанно восхваляет партию правительства. Просто вот некогда работать. Вот восхваляет невероятно. Этому народу не нужно ни земли, ни башнефть, ничего ему не надо. Он же ведь в песне, пляске свою как бы находит идентичность. Зачем ему финансисты, банки? Не надо. Вы давайте. Это огромный страх вот Российской империи, да, перед башкирами, как в 20-30-е годы, как народ, который вот, допустим, во времена башкирского восстания, который очень быстро мог мобилизоваться. То есть буквально за день-два конница могла охватить восстание огромной территории, от Казани до Тобольска и от Перми до Казахстана. То есть такой быстрой мобилизационности только два народа в России, башкиры и казаки. Вот два народа, да, фактически. Башкиры и казаки. Очень хорошо Ну, у них конницы столько не было, и там горы, там, так сказать, не разбежишься. То есть колоссальные территории. Очень хорошо написал про это Александр Глебович Невзоров, про крестьянскую войну Пугачева с Латвилаева. Великолепно написал. Он говорит, что когда восстание пришло к Казани, да, Пугачевское, восстание практически остановилось. Потому что люди не знали, что делать. Вот татары, мордва, русские, великороссы, он пишет, да, Невзоров, они не знали, что делать. Ну, сожгли свою усадьбу, ну и все. Не знаю, что это. Только казаки и башкиры понимали, за что они борются. Что они борются за вольность средневековую. Они борются за абстракт. А большинство вот уже русские, в основном русские, они уже были на следующей стадии, как бы, да, это был уже более народ. Уже другие ценности. Да, у них ценности более индивидуальные. Это уже был более индивидуалистичный. Они не знают, что такое вольность средневековая. Да? У них вот было свое. Вот они работали, допустим, частично крепостные, на барщине отработали, они уже могли капитал какой-то собирать, частично себя выкупали, частично свое хозяйство. Да? Только башкиры и казаки. Когда они вот уже вся молодежь, в основном все бойцы погибли, восстание кончилось. Да? То есть и уральское казачество было уничтожено фактически Екатериной. И вот это. То есть это вот страшнейший конфликт именно моделей описания. Как мир описывается, внешний мир. Да? Вот как описывается. Вот это в данном случае я считаю самым важным. Поэтому не случайно вот то, что нам сейчас Кремль опять вот этот неосталинизм, так сказать, пихает для нас, опять вот это вот марксизм, так сказать, сталинского пошиба. Несчастный вот этот Шеймуратов, который совершенно ни в чем не виноват, что из него делают, так сказать, орудие вот этой пропаганды. Знаете, то есть он вот как мог воевал, как мог, так сказать, геройски и так далее. К сожалению, это нужно понимать и, мне кажется, объяснять, что это вот такой медийный, так сказать, медийный неосталинизм, попытка создать то, чего не существует. Единую, многонациональную,
идентичность российскую. Я считаю, что ее не должно быть вообще, ее не может быть. У каждого народа есть своя идентичность, вот, и очень важно ее сохранять. Вот. Это не говорит о том, что они должны конфликтовать. Просто каждый народ должен сохранять свою идентичность, культурную, в первую очередь, и языковую. Вот. А, так сказать, общее пространство, оно, конечно, должно быть экономическим, там, политическим, Вы говорите о финансовым. том, чтобы сохранять, а формировать. Вот я имею в виду этот вектор. Вот мы сейчас думаем, наверное, еще и о том, как формировать. То есть вот прикрепляться к каким-то догмам или каким-то вот мифологемам. Или все-таки... Вот фигура Шаймуратова — это явно прошлое. То есть им манипулируют 100%. Как и башкирская кавалерийская техника. Это просто, с моей точки зрения, это политика манипуляции. Но при этом ведь есть запрос. То есть они же манипулируют именно такими образами, на которых уже есть запрос. Всегда и будет запрос. Всегда и будет. Запрос можно создать. Да, историю меняет элита. 2-3% от народа и больше. 12 человек, которые ушли с Чингисханом, вот это очень важно. Я считаю, что для башкир очень важно помнить всегда вот эту историю, да, что с Темуджином ушли 12 человек в степь. 12. И он назвал их это люди длинной воли. Вот в этих 3 словах вот все указано. То есть люди длинной воли. То есть те, которые не готовы, люди, которые готовы терпеть. Да, терпеть, ждать, выжидать момента и так далее. 12 человек. Вот это будущие вот, так сказать, люди, которым он там одному отдал всю Среднюю Азию, другому отдал весь Дешты Кипчак, да, то есть третьему отдал Индию. Да, кто они были? Это были голодранцы. Те, которых всех выгнали. Это башкиры, это асаба были, да, которых выгнали из общины. Вот эти асаба ушли с Чингисханом куда в степь. Да? То есть это просто, ну, так сказать, вольница. Вот, казак. По-монгольски это хасаг. Хасаг — это вольный человек. Хасага у нас говорят казак. Да? У них даже песня есть народная про 5 казахов, которые грабили богатых и отдали бедных. Таван Хасага. Очень хорошая песня. 5 из воли хасаги. Хасаги или косоги еще есть. Да, в русском вот это вот косоги. Это племя. Вот. Слово в полку Игоря говорится: зарезал редедю перед полками косожскими. Знаете, косоги — это то же самое, что казаки. Косоги. То есть просто воля. Это не народ, это сословие. Вольница. Да, вольница. Такие бандюгары, да, которые в степи шастают там. К крупным городам боятся приблизиться, а мелких там грабят и так далее. Вот, в этом огромном поле, вот этом колоссальной этого. То есть 12 человек создали будущую монгольскую империю. Люди длинной воли. Люди, которые готовы были терпеть ради того, что они вообще не знали, что это будет. Просто поверили и терпели. Запрос будет всегда. Запрос есть всегда. Но нацию формирует элита. Больше 1% не нужно нации, чтобы создать свое будущее. А Шаймуратов в данном случае, к сожалению, он жил в очень трагическое время. Он вот, да, геройски воевал, но как бы он не виноват в том, что из него сделали фетиш, так сказать, орудие пропаганды. И вот сейчас им как молотком по голове пытаются бить молодежи. Совершенно ни при чем. Ну, а это хорошо или плохо? Не знаю, это просто культурное явление. Что нам явление делать культуры с этой информацией? Это что, рефлексировать бесконечно. Элитой становиться. Рефлексировать, значит, ничего. А что прикажете делать? По поводу того, что Роман сейчас сказал, насчет того, что как бы частенько искусственными методами создается изменение мышления у людей. Есть интересный пример, просто недавно я время прошел через ряд западных технологических компаний, в том числе через Siemens. И читая историю Siemens, интересный факт обнаружил. Они выжили фактически и свою корпорацию, можно сказать, формировали на основе заказов России. Потому что когда они сначала пришли к канцлеру своему, их просто там отшили. И они начали искать альтернативы, куда же этот. И один из первых контрактов был это строительство телеграфа через Кавказ, короче, из Петербурга через Кавказ туда, в Грузию. А для того, чтобы строить телеграф, надо было медь, потому что нужны провода. И медь они добывали там же, в Осетии. По-моему, даже до сих пор там это одно из предприятий, по нему как раз там у ГМК был скандал в прошлом году, что там пожар произошел, не помню уже точно там. Но суть не в этом. Они, короче, построили рудник, построили медиплавильное предприятие и начали привлекать туда, ну, как бы местное население для работы. А у них возникла такая проблема. То есть, чтобы было высокое качество
выходного продукта, необходимо, чтобы люди на месте постоянно находились и развивали свою компетенцию и квалификацию. А у них люди работали следующим образом. Они на лето приходили к ним, 2-3 месяца зарабатывали определенный объем средств, а потом уезжали обратно в свой аул для того, чтобы просто жить. В следующий раз им приходилось новых людей набирать, у которых уровень был низкий. Они стали думать, а что делать для того, чтобы людей тут держать. Думали, и один из, там их 2 же брата было, один из братьев предложил такую идею: а давай, говорит, сейчас построим тут дома хорошие, пустим их туда жить с семьями. Построим здесь магазин хороший, с одеждами европейскими. У них жены сюда приедут, мы им эту культуру начнем пропагандировать, они начнут одеваться в хорошие одежды, они начнут требовать от своих мужей хорошие расходы на этих женщин. И так и произошло. И в результате там люди из свободных людей, выросших там, стали оседлыми рабочими этих предприятий. То есть не смогли насильно, они сделали по-другому. Зашли с той стороны. В принципе, подходы идентичны и до сих пор сохраняются. Пропаганда, допустим, приводит к тому, что сейчас там кто-то берет кредиты для того, чтобы обеспечить себе имидж на тех вещах, которых он, в принципе, они ему и не нужны. Он просто должен что-то изображать. И человек волен только тогда, вот как один там еврей, прошедший через концлагеря, да, он сказал, говорит, такую вещь, что, говорит, наиболее вольным я себя ощущал в концлагере. Несмотря на то, что как бы я там находился за решеткой. Потому что у меня там ничего не было, меня ничего не держало. То же самое в Индии было, когда там англичане колонизировали Индию. Есть такая притча, как один колониальный солдат пришел на рынок, на базар индийский, и говорит там местному: дай мне твой товар. Тот ему не дал, он взял ему по лицу, ударил, индиец ударил его в ответ. Солдат пришел к своему руководителю и говорит: вот такая ситуация произошла. Тот ему говорит: ну слушай, говорит, ты ему дай денег побольше, пусть он бизнес свой сделает нормально. Через год придешь, то же самое сделаешь и посмотришь, что произойдет. Тот поднялся за год, этот индиец, начал торговать, у него своя уже там кибитка появилась, все. На следующий год он к нему пришел, провел ту же операцию повторно, и индиец в ответ ему уже по лицу не дал. Не потому, что тот ему денег дал, а потому, что просто тот прочувствовал вкус доходов. Это потому, что у людей определенное восприятие ценностей мирской жизни слишком большое начало возникать. А в то время, допустим, Азамат правильно сделал отметку о том, что башкиры очень сильно держались за веру. Ислам — это была основой вообще и костяком философии башкир, как ни крути. И вот эта свобода мысли определенно, она тоже основывается на этих вероубеждениях. Потому что если у человека господином является исключительно создатель этого мира, он просто не может быть подчиненным чему-то еще, кроме этого. Дело в том, что это не только у башкир. Ну, человек конечно, вообще свободен только вот... Ну, когда он только под Богом. Да. Ну, кто-то говорит, что это там не под Богом, а когда просто, я так скажем, да, то есть свободен мыслить там, или там еще что-то, то есть... Я не могу с этим согласиться, потому что я не понимаю, на каких источниках можно об этом говорить. Что на каких? На каких источниках можно, исходя из каких источников можно об этом говорить? Опираться на что? Да. Ну, взять фамилию Шаймуратов, допустим. Но его фамилия основана на имени исламском. То есть, значит, у него предки были мусульмане. У нас кого ни возьми, практически у всех фамилии основаны на исламских именах. Это говорит о том, что до этого, значит, люди, которые были нашими предками, они сами являлись мусульманами. Я когда свое шажире, допустим, сделали, то есть вот заказывал один из родственников специально в архиве, там создавали, то есть, к сожалению, я сам не смог этим заниматься, но посмотрел, у нас, допустим, до 7-го колена. Одна моя знакомая просто, она говорила о том, что не может быть такого, что у тебя вся родня до 7-го колена имела мусульманские имена и были мусульманами, потому что башкиры там стали мусульманами нормальными, там чуть ли не в 1700-х там, годах, 1600-х. Я ей говорю, да не, посмотрите, вот с первой ревизской сказки, которая была при Петре Первом, и до сих пор как бы, да, все имена идут. Там Сахиулла, там Гарифулла и прочие. Ну а народ-то формируется гораздо раньше, то есть там еще доисламский же период. На самом деле, же тоже отпечатки должны тут есть оставаться. интересный момент вообще насчет народа. Вот, допустим, есть такой сайт ufagen.ru.
Есть у него два основных администратора, одного из которых я очень хорошо знаю. Они сдавали анализы ДНК порядка 15 лет назад. И выяснилось, что у них нет ни одного общего предка, хотя оба башкиры. Это во-первых. Во-вторых, второй момент есть, опять же, из тех же как бы источников, да, есть Бабсек и Кусек. Это эпос, который основан на реальных событиях, не так, как Урал-Батыр, допустим. То есть, потому что Урал-Батыр это очень мифологизированная, да, структура, она настолько глубокая и далекая, что там сложно что-либо сказать. Бабсек и Кусак вполне реалистичная ситуация. Так вот, в Бабсек и Кусак нет ни одного упоминания этнонима башкир. Там говорится, в одной земле жил хан. И там после определенных событий, вот этих, когда там змей или дракон начал поедать детей жителей этой местности, он позвал представителей племени Бурзян и представителей племени Кыпсак. Но не было ни слова башкир. То есть этноним башкиры, получается, по всей видимости, сформировался значительно позже. Когда вот это вопрос. То есть я не говорю, что там на период возникновения, да, там, допустим, русского государства, когда Башкирия вошла в состав московского государства, башкиры уже были как этнос. Но на тот момент они уже были мусульманами одновременно. У меня есть подозрение, что башкиры стали башкирами именно в момент, когда они объединились на основе определенной идеи. И эта объединяющая идея именно была этим фактором, то есть это вероубеждения определенные, единые, как бы близкие друг к другу. Это мое такое мнение, я не берусь его там говорить об этом. Судя по тому, вот когда к власти в Орде пришел Узбек хан, там началась очень жесткая исламизация. Вот по русским рукописям, да, вот я читал, занимался как раз вот музыкой классической, золотоордынской. Там прямо в русских написано летописях, что интересно, что вот Узбек хан убил много, как он написал, там написано смешное слово такое, многих волшебников убил. Да? То есть он перебил волшебников. Кто такие волшебники? Это ламы. Ламы, да. Это вот жрецы вот этой вот религии тибетской, вот это Бонпо, там, буддизма. Да? То есть узбек многих волшебников перебил и в своем этом сарацинском этом, агарянском, как агаряне еще называют, да, мусульман, как бы, да, агарянском своем типа вероубеждении укрепился. То есть вот была очень сильная насильственная во многом, ну то есть на самом деле она была насильственна не в отношении к простым людям. Да, хан Узбек уничтожал монгольскую элиту, потомков детей, внуков именно монгольских, которые в Орде составляли и так единицу. Это была гвардия, но они, вот то, что они принесли из Монголии, вот здесь, когда уже, так сказать, он и ради борьбы за власть, он уничтожил вот именно вот тех, кто служители буддийского культа, тибетского культа, да, и ради вот этой вот исламизации. И, скорее всего, вот тогда начался вот этот очень мощный пассионарный толчок, который, как бы, вот башкир объединил все племена, как вот понимание башкиров. А так-то как объект, это же он же еще и по рукописям Ибн Фадлана известный, по рукописям Гордизе, это 9-10 век. 920 год. Да, это 9-10 века, уже говорим про башкир. Но это говорит про одно какое-то небольшое племя. А остальные все племена, у них было самоназвание, там, бурзяне, там, Иштек, Астеки. Вот я был в Казахстане, говорят, Иштек. Ну, Иштек это же Иштек это что переводится? Угр. Астеки. Башкир это Иштек. Ну, к сожалению, я с вами абсолютно не согласна вообще с идеями того, что сама идея национальной идентичности башкирской тогда еще появилась. Ну, я вообще... Коллективная идентичность, коллективной общности исламской. Может, не национальной, а общности религиозной. Сейчас мы уже говорили про башкир. Да, общности башкирской, исламской. Башкирской как исламской. Ну, то есть все-таки башкирская и Есть исламская. противоречие большое. Нет противоречий. Думаю, что есть. Эти вещи возникают вдвоем. Этничность не бывает без, этническая общность не бывает без религиозной общности. И наоборот. Это диалектика, одно без другого не бывает. Это как диалектическое, как семья не бывает из одного отца или из одной матери. И мать и отец нужны, чтобы родить. То есть
общность русская, это именно вот так сказать, православная, христианская, славянская, в первую очередь, которая уже вбирает в себя там и угрофинцев, Мере, Мурома, там, Чуть, вот этих всех, да. Башкирская точно такая же. Точно такая же. Это исламская, суннитская именно, суннитская, тюркская. Она в себя вбирает, вот Иштек, почему говорят, огромную часть башкир, это финно-угры, это потомки хантов, мансии, самодийцев, это северяне, огромное количество. Потому что сама культурная модель была сильная, исламская, она сильная модель, она включала в себя более слабые, как бы, более слабые в культурном модели, но не в культурном отношении, а модель более слабые угрофинские племена. Она в себя, так сказать, это агрессивная как бы, модель, которая людей меняет. Точно так же вот они как раз столкнулись, то есть модель третьего мира кремлевская и вот эта ордынская, как бы, башкирская татарская. Они стали субъектами истории. Да? А вот более слабые малые народы, марийцы, чуваши, мордва, они стали объектами. Они в себя стали вбирать. С одной стороны, их Москва поглощала против Казани, с другой стороны, их Казань пыталась использовать против Москвы. Да? То есть вот марийцы, так, более слабые народы, которые не могли образовать свой исторический вот этот вот лик личности. Я просто не буду с вами спорить, потому что это будет очень долго, и это уже совсем не нравится. Может быть, немного... Это предмет другого разговора. Да, к сожалению. Но я в данном случае и в своем докладе говорила про национальную идентичность как про идею, которая связана, по крайней мере, развивается в случае башкир только в 20 веке. Я не хочу никого расстраивать и говорить, что вот башкир не было до этого, но тем не менее я убеждена, во-первых, я исхожу из самой идеи нации, которая начала рождаться в 19 веке, и когда как раз таки появились нации и государства. Соответственно, и башкиры, до башкир эта идея дошла еще позже, только в 20 веке, и во многом она успешно дошла до них именно с помощью большевистской национальной политики. И поэтому я и говорю, что вот во время войны она развивалась, идентичность. То есть вы конструктивист? Абсолютно. Понятно. Поэтому это спор между методологиями и... Но он бесполезный. Да. Нет, не бесполезно. Все очень правильно. Здесь... Ну, это не спор, правильно будет назвать дискуссией. Трансляция, да. Потому что если кто-то мне скажет какие-то другие факты, ну, я только буду рад. Вот у меня, например, есть, но это тоже вопрос уже другого совершенно разговора. Я совсем недавно для себя поняла, что ну хорошо, ну тюрки, ну хорошо, ну мусульмане, но есть оседлые, а есть вот те самые всадники. И даже среди узбеков. Я совсем недавно изучала коллекцию нашего музея, восточная коллекция, среднеазиатская называется. Однако там привнесенный материал – это кочевые узбеки. Вот статус кочевого узбека и не кочевого очень разный. Почему? Правильно, потому что они оседлых узбеков даже вообще узбеками не считают. Они их называют сарты. Сарты. Я как раз про тех самых сартов, которые отмечены в этой башкирской этногеномике. Это все очень-очень сложно. Это есть, да, есть как бы, ну, элита, узбеки, это как бы воинское сословие, а есть сарты. И поэтому, я забыл это выражение, говорят, что вот сарты их должны кормить. Они как бы на них вот, как на свою добычу смотрят. Сарты, да? Это, конечно, несколько шовинистично, но вот они, именно кочевой вот это, так сказать, они вот этих сартов как бы обирают, они с них берут налог кормить. За счет этого они постоянно, так сказать. То же самое в Казанском ханстве. Были вот мурзы, да, а были, вообще, вот Золотая Орда состояла из двух сословий. Были мурзы, то есть это военная аристократия, которые воевали, которым давался феод, надел земли. Да, вот просто. А были все остальные назывались ясашные чуваши. Чаваш. Да, чуваш. Это сословие, с которого мурзы кормились. Это их сословие. Они не воевали. Да, они сохраняли свою жизнь, прекрасно жили до старости, но они должны были платить вот этот ясак. Да, ясашный чаваш. Чавуш еще. Этот как бы вот есть выражение чуваш. Ясашный чуваш. То есть это сословие, которое кормило. Да. Мурзы воевали постоянно. То есть с детства они
так сказать, у них был краткий период, они воевали постоянно там, сям, карательные походы делали, в свободное время они охотились или, так сказать, тренировались, то есть они постоянно воевали, как рыцари средневековья. И было вот это кормящее их сословие чувашское, так сказать, вот эти чуваши. Мурзы и сочные чуваши. Ну, то же самое сарты и узбеки. То есть сословие, которое кормило, но не воевало. Ну, там трудится. А у башкир как было? Если все воевали, как говорят. Тельтяри были. Были люди, которых пускали на землю, чтобы те часть земли, часть урожая отдавали. Это же очень удобно, хорошо и замечательно. Ну, это как раз явление-то появилось, когда человек совершенно правильно, она другим путем идет, она к 19 веку все-таки нас и подводит. И когда земли стали лишать башкиры стали восставать, потому что стали уничтожать как бы вот их базу фактически, базу, которую народ просто по-другому не воспринимал, по-другому жить не мог. Он знает, что вот земля это их земля. Мне кажется, что все уже устали. Немножко, да. Да нет, это только разогнал. Поставили вопросы перед собой. Мне кажется, что можно считать, что разговор по предмету может быть исчерпан, и если у некоторой части этого желание продолжить его, можно еще раз собраться и, там, не знаю, как-то по-другому это еще устроить. Мне кажется, просто я вижу уставшие лица, и мне жаль людей. Можно вообще на тему новой мифологизации собраться. Да, пожалуйста. Да. С каким-то новым спикером. Всем большое спасибо. Спасибо очень большое.